ставим на запись. Запись будет размещена в YouTube-канале Единого ресурсного центра. И материалы, которые будут сегодня, если они актуальны и нужны, то мы участникам по вашей просьбе можем направить материалы сегодняшней встречи. Ну что, коллеги, начнем. Нас слышно, видно. Я так понимаю, что нас слышно, и мы друг друга видим. Я рада всех приветствовать на нашем заключительном мероприятии «Телемост по обмену опытом. Развитие территории Якутия, Хангаласский улус, Горный улус и Челябинская область». Заключительный почему? Потому что была проделана большая работа. Кто не знает нас, мы представимся. Представляем Единый ресурсный центр Якутии. Меня зовут Вешникова Ольга. Со мной Надежда Наговицына. Я генеральный директор и моя правая рука, хотя слева сидит Надежда, наш координатор бессменный. Сегодня мы с вами встречаемся в режиме онлайн, да, и это у нас получается третья встреча в режиме онлайн. И сегодня мы не столько подводим итоги, сколько мы продолжаем знакомиться с практиками, технологиями местных сообществ, ТОСов, некоммерческих организаций Челябинской области и Якутии. В частности, вот у нас в нашем проекте, который был поддержан правительством Челябинской области с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала, запланирована была встреча онлайн-оффлайн не только в Горном районе, но и в Хангаласском районе. У нас это не получилось сделать во время очной стажировки. Мы только проплывали на красивом белом пароходе Демьян Бедный, Хангаласский улус, и были по другую сторону реки Лена, но мы должны выполнить все обязательства, тем более, что есть чем поделиться коллегам из Хангаласского района, поэтому мы сегодня встречаемся еще раз. И, конечно, наша задача, наверное, услышать друг друга, что мы узнали, что нам дало вот это взаимодействие лидеров местных сообществ, некоммерческих организаций Челябинской области и Якутии, к чему мы пришли, как мы будем двигаться, развиваться дальше. И, конечно, должен родиться некий продукт, который обобщит все технологии, практики, инновации, все наши проекты, да, чтобы узнать. И сегодня вот в нашем диалоге, помимо выступлений, нам бы очень хотелось, чтобы модераторы, которых мы сейчас представим, Ольга Вешникова, наш генеральный директор, я, Надежда Наговицына, буду как со-модератор. И у нас еще из Челябинской области будут два со-модератора, которые тоже активно будут давать комментарии, свое экспертное видение, возможно, налаживание, тут же партнерство, поделиться контактами и так далее. Это будет у нас Алексей Вячеславович Горячев будет исполнительный директор ассоциации ТОС Челябинской области, который непосредственно принимал участие в наших мероприятиях онлайн, а также в организации этого телемоста тоже очень много своего личного профессионального вклада сделал, посоветовал, кого подключить и так далее. Поэтому вам огромное спасибо. Ну и, конечно, огромная благодарность за дружбу, партнерство Наталье Игоревне Завьяловой, которая от начала до конца проекта и будет с нами во время подачи отчетности, мы так предполагаем и планируем. Поэтому большое вам спасибо, Наталья Игоревна. И давайте начинать. Да, давайте начинать, коллеги. Я попрошу презентацию поставить. И давайте вспомним, с чего все начиналось. Первый слайд включим. Проект наш называется «Повышение эффективности деятельности СОНКО Челябинской области через внедрение передовых межрегиональных практик и технологий». Мы разработали этот проект
как история, да, отправили на конкурс проектов Челябинской области и выиграли грант. И сегодня вот у нас уже заключительное мероприятие. Все началось в январе этого года. Следующий слайд. И мы встречались с вами в режиме онлайн 3 марта. И здесь точно есть уже знакомые родные лица со стороны Челябинской области и Якутии. Мы говорили о практиках, технологиях, мы говорили о том, что Якутия – регион возможностей, представляли наши креативные индустрии, наши проекты, говорили о креативных проектах в сфере культуры, искусства, креативных индустрий. Мы вообще презентовали, кто мы такие, единый ресурсный центр, какие у нас есть достижения в плане развития некоммерческого сектора, какие меры поддержки, взаимодействия, что у нас очень много местных сообществ, Тёльбе, у нас не так много зарегистрированных ТОСов, но у нас 2500 Тёльбе, и это такие историко-культурное сообщество людей, которые проживают на одной территории и делают очень много интересных дел в целях развития своих территорий, улучшения качества жизни. Дальше мы с вами встречались 14 июня, тоже в режиме онлайн, и это уже была межрегиональная конференция. Мы говорили вообще о роли некоммерческих организаций, местных сообществ. Мы говорили о, смотрите, всегда одни и те же лица, и это здорово, настоящее партнерское сообщество. Мы говорили об участии бизнеса в том числе, что время объединения усилий, партнерств, власти, общества, бизнеса, местных сообществ. Мы также говорили о том, что каждая уважающая себя некоммерческая организация, ТОС, должны иметь стратегию развития, миссию, принципы и так далее. То есть мы говорили о внутренней уже кухне некоммерческих организаций и местных сообществ. И вот следующий слайд. И как раз в июне-то у нас закинули удочку о том, что кто к нам приедет, когда были перенесены сроки. К сожалению, мы не смогли очно с вами встретиться в июне в силу ряда обстоятельств, в том числе из-за нашей взлетно-посадочной полосы и прочее, прочее. И все-таки случилось, и 31 июля к нам прилетела такие делегация из 18 лидеров некоммерческих организаций и целых 7 экспертов из разных регионов, в том числе Тюмень, Челябинск, Новосибирск, Владивосток, Приморский край, да. И все это случилось благодаря форуму сообщества, который был организован Общественной палатой Российской Федерации 1-2 августа в городе Якутске она прошла. И я благодарю всех, кто принял активное участие в 2 площадках. Это развитие НКО гражданских инициатив на местном уровне и лаборатория регионального рейтинга «Регион НКО». Мы говорили про новации, внедрение рейтинга, как это влияет на взаимодействие органов власти и некоммерческих организаций. Но я хочу здесь, все довольные лица, хочу сказать, что мы не только культурную программу, экологическую программу представили для наших уважаемых участников стажировки. Ну и, конечно, у нас было очень много предметных встреч, разговоров, знакомств, решений. И я думаю, что это все уже реализуется и будет внедрено в жизнь. И вы видите, что у нас был действительно выезд в Хангаласский улус. Мы познакомились с национальным природным парком Ленские столбы, который находится на берегу реки Лена. И во время круиза, коллеги, кто не вошел в состав стажировки, не думайте, что мы только развлекались во время
круиза. Это был нетворкинг. Мы проводили тренинг по, так скажем, внутреннего развития команды, лидерских качеств, активизации человеческих ресурсов. Ну и, конечно, было очень много встреч. В рамках стажировки очень важно ведь было наладить мосты между территориями. И произошла, я надеюсь, что произошло и дружба, знакомство, дружба и партнерские связи налажены с горным районом. Нас начали встречать в наследии в Бердигистях, и мы проехали, можно сказать, половину территории горного района. Везде это было не просто поездка, а встречи с лидерами местных сообществ, некоммерческих организаций. Я хочу выразить благодарность администрации горного района. Несмотря на то, что это был выходной день, да, была пятница, мы встретились, и Никита Викторович Андреев, глава горного района, и Сардана Степановна, замглавы, встречали нас лично. Благодарю всю команду горного района, кто принимал участие, да, ресурсный центр, все лидеры, лидеры ТОС, потому что мы посещали спортивные площадки, гончарные мастерские, мы посетили креативное пространство нашего удивительного модельера Августины Филипповой, мы посетили музей, галерею, да, Мытахском наследии. И, ну, я думаю, что было очень много предметов. Мне очень понравилось, что говорили не только представители горного района, а что члены выездная делегация, скажем, очень активно представила свои практики. И тут же на карандаш администрация горного района взяла это все. Я уверена, что какие-то практики уже внедряются в жизнь, потому что Никита Андреев победил на выборах, которые прошли, и он будет продолжать вот это просто семимильными шагами. У нас идет классное развитие некоммерческого сектора местных сообществ в этом районе, в котором отсутствует бизнес и в котором самый главный ресурс, о чем мы говорили, это люди. Ну, вот это мы вспомнили, что было, да, с нами. Добавлю, да, что наши участники очной стажировки, мы знаем и следим за вашими новостями в социальных сетях, все знания, компетенции, которые наши коллеги из Челябинской области получили в Якутии, они распространяют среди своих соседей, местных жителей, коллег, команды, волонтеров и так далее. Поэтому мы надеемся, что действительно ваши коллеги, друзья в территории Челябинской области как будто бы оказались в Якутии, побывали вместе с вами на стажировке. Вот. Теперь мы слово предоставляем Челябинской области Наталье Игоревне Завьялова, наша коллега, друг, партнер. Наталья, вы здесь? Да, здравствуйте, да, коллеги. Всем доброе утро, добрый день. В Якутию большой-большой привет. От нас достаточно солнечный. Хочу поблагодарить всех, кто здесь собрался. Мы жаждем узнать тот опыт, который, собственно, сегодня будет представлен. Программа такая плотная, не хочется занимать прям много времени эфирного. Просто хочу кратко сказать о том, что у наших организаций, которые здесь я вижу, все с видео активно ждут, прошли встречи внутри своих районов, своих муниципальных образований, где как раз коллеги делились опытом. Мне самой посчастливилось присутствовать на одной из таких встреч. Тоже не буду забирать чужой хлеб, но была в Нязепетровске, и очень интересно, очень быстро, у нас там тоже была встреча с замглавы, они очень быстро переняли идею про бухучет, поддержку бухгалтерского сопровождения некоммерческих организаций. Они это сделали для новых, хотят внедрить, вот, может быть, Людмила поподробнее расскажет. Это было просто стремительно, это было после, наверное,
на следующей неделе после того, как мы приземлились. Про остальные хочу призывать. У нас есть отдельные 10 минут для высказывания об участии в выездной стажировке наших челябинских организаций. Поделитесь, пожалуйста, вашими внедрениями о том, как прошли там эти встречи, что вы для себя вынесли. Просто призываю вас активно в этом блоке поучаствовать, если будет особенно время под конец. Спасибо большое, хорошей работы. Про телемост просто хочется сказать, я как человек, который всегда верит за все хорошее против всего плохого, мне кажется, такие истории взаимодействия между регионами, они достаточно уникальны, они не так часто появляются, хотя мы, конечно, встречаемся на площадках, ну, каких-то общих, но когда это именно блок одних организаций и целый блок других организаций, и вот это даже слово телемост, и уже можно убрать, наверное, приставку теле и сказать, что это просто мост взаимодействия такой. Это очень ценно. Возможно, нам в целом, как стране, очень разные в своих региональных развитиях, стоит стремиться к таким форматам и обмениваться такими практиками, и, ну, и вообще понимать, как и что, вот эти сильные стороны каждой из территорий, которые можно усилить этими практиками свою территорию. Ну, собственно, возможно, это когда-нибудь исполнится и в других регионах. Мне кажется, Якутия уже получила много заявок после стажировок о том, чтобы принимать еще делегации. Ну, коллеги, поделитесь, если тоже есть такие планы. Все, спасибо, хорошего дня, хорошего телемоста, давайте работать. Да, спасибо, Наталья. Действительно, ну, мы в соцсетях достаточно открыты, и ваши соцсети тоже сработали. К нам много обращений из других регионов, ресурсные центры пишут, звонят и говорят, что действительно стажировка – это такая интересная история, и мы не будем пока, когда случится, тогда расскажем, а то сейчас глазим. Но я со своей стороны могу сказать, что для меня знакомство с коллегами из Челябинской области лично было бесценным, потому что вот телемостом это все очень здорово, и мы сейчас послушаем, мы увидели друг друга впервые именно там, но все-таки самое ценное – это общение, да, когда мы смотрим друг другу в глаза, мы почувствовали энергии, они у нас похожи, может быть, мы действительно, вы непосредственно за Уралом, мы на Дальнем Востоке, но все равно, оказывается, все наши беды и победы, они схожи, и мне очень понравился такой задор, активная жизненная позиция коллег из Челябинской области. Мне очень понравились ваши наработки, как вы развиваете местные сообщества, как вы не боитесь входить в кабинеты, так скажем, органов власти и начинаете взаимодействовать, и есть конкретные решения, но все делается для того, чтобы наши регионы, наши места, где мы живем, чтобы это процветало. Давайте будем Всё. продолжать. Спасибо. И давайте мы сейчас предоставим слово теперь еще одному нашему соорганизатору телемоста. Это Хангаласский улус Юрий Юрьевич Никифоров, заместитель главы по социальным вопросам Хангаласского района. Пожалуйста, Юрий Юрьевич, вам слово. Здравствуйте, уважаемые участники телемоста. Рад приветствовать вас от имени муниципального района Хангаласский улус. Примечательно, что проведение данного мероприятия по столь актуальному вопросу организовано фондом Единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив Якутии, который на сегодняшний день является одним из ведущих в регионе, где работает высококвалифицированный творческий коллектив. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить за приглашение для участия в данном мероприятии. Так, разрешите немножко рассказать о нашем районе Хангаласском. Наша территория составляет 24,7 тысяч квадратных километров. Численность постоянного населения Хангаласского улуса 34,5 тысяч человек. Хангаласский улус в рамках организации местного самоуправления включает 18 муниципальных образований. На территории района свою деятельность ведут 67 некоммерческих организаций, 2 территориальных общественных самоуправлений.
Ну, в эти дни много раз работали с коллегами и поставили задачу до конца текущего года зарегистрировать как минимум еще 5 ТОСов. Есть ряд проблем, которые мы совместными усилиями с депутатами и руководителями органов местного самоуправления решаем. Всем участникам сегодняшнего мероприятия желаю успешной, плодотворной работы, удовлетворения от общения и совместной деятельности. А сейчас прошу включить видеоконтент про наш район. Далее, Галина. Центр строительной индустрии региона, поставщик качественной сельскохозяйственной продукции, родина культурных и образовательных проектов, центр притяжения туристов и инвесторов. Коллеги, у нас пропал звук. Сначала было видео, сейчас пропал. Ну, про видео сразу буду говорить, то, что здесь видны наши достопримечательности туристические, также наши новые объекты, которые в данный момент работают в нашем районе, а также Кангаласский улус является центром, где производятся все строительные материалы. Именно с Кангаласского района. И Вот культурные пришла. сыгравшие огромные роли в становлении и Нету, да, развитии звука? своего края. Ой. Музыка, да? И активно продолжающих развивать культурную политику республики. Улус шаг за шагом идет к стопроцентному обеспечению скоростного интернета населенных пунктов. Более 320 километров магистральной волоконно-оптической линии связи охватила все 18 населенных районов. От Техтера до Елисии ежегодно в районе реализуются десятки проектов народных инициатив. Населенным пунктом появляются новые общественные пространства, устраиваются территории, ремонтируются дороги, целенаправленные улучшение политику, подключение живых домов к централизованному отоплению, присущее организации чувства патриотизма, стремление к позитивным переменам и огромное желание сделать партию вкус благоприятным Китаю. Районом элиты есть созидательные силы, которые позволяют лучше любые задачи достигать новых высот. Спасибо большое, Юрий Юрьевич, за презентацию Хангаласского улуса. А сейчас мы предоставляем слово представителю некоммерческой организации Хангаласского улуса, автономной некоммерческой организации «Феникс» Сергею Прохоровичу Владимирову, учредителю некоммерческой организации. Пожалуйста. Сергей Прохорович, вы подключались у нас. Слышно, да, меня? Здравствуйте. Да, вас слышно. Да, Пожалуйста. прошу прощения. Здравствуйте еще раз.
Прошу прощения, у меня просто параллельно тут тоже заседание идет общественной комиссии. И пришлось выйти как-то так. Медико-социальная экспертиза. Сейчас я удобно встану где-нибудь. Ну вот. Так, меня зовут Сергей Прохорович Владимир. Я являюсь учредителем некоммерческой организации «Феникс» в Хангаласском Улусе. Ну, что мы можем сказать? У нас есть свое помещение в собственности, да, где мы для людей с инвалидностью сделали бизнес-инкубатор. Ну, изначально он был центр адаптивной физической культуры и спорта. Там конкретно занимались физической культурой, адаптивной физической культурой наши люди с инвалидностью, да, с Улуса. Ну и сейчас занимаются. В дальнейшем у нас квадратных метров хватает, вернее. И мы решили сделать такой своего рода бизнес-инкубатор для людей с инвалидностью, где с помощью социального контракта при поддержке Министерства труда. У меня тут тоже заседание. С помощью социального контракта у нас получится 6 резидентов. Направления такие, как по направлению такие, как столярное дело, сварочное дело, транспортные перевозки. Что у нас там еще было? Совсем забыл уже. Отвлекаюсь просто. Швейное дело. Швейное дело, да, там было. Где-то дистанционно мы помогаем. То есть они под нашим патронажем, не только вот, да, при поддержке Министерства труда, при помощи социального контракта они развиваются. Мы им находим клиентов, сопровождаем в течение всего времени, пока они встают на ноги, так скажем, как предприниматели. И эта деятельность начала, так сказать, пример подали, и сейчас многие улусы стараются так же делать. Что еще добавить? Что Наталья Гавриловна, помогите мне, я сейчас просто... Да, основная цель, скажем так, миссия ОНО «Феникса» в том, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями социализироваться в обществе. Помимо вот тех резидентов, которые сказал Сергей Прохорович, проводится очень много мероприятий. В этом году совместными усилиями провели 2 крупных мероприятия. Это вначале муниципальный фестиваль среди людей с ограниченными возможностями по нескольким видам спорта. Также подключались и культурные мероприятия. И республиканский межулусное соревнование, фестиваль среди людей с ограниченными возможностями по адаптивным видам спорта. Да. В местности очень красивой, в Ортодойду. Ну и у нас есть видеоконтент, да, который Наиболее подробно полно как расскажет раз про таки «Феникс». о деятельности ОНО «Феникса» нам действительно расскажут видеоролики. Мы просим сейчас включить. Да, и прошу прощения, да, я отключусь, я вас буду слушать, но у меня тут тоже заседание идет. Хорошо. Мгм. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. Это значок подними. Во-во-во. Вот. Вот у нас Телекертюр, также через бизнес-инкубатор, плюс цех Чита Платоновых, тоже является инвалидом второй группы помощи социального контракта при поддержке Министерства труда и социального развития. Мы открыли цех по металлоизделиям. Также реализовались как предприниматели, несколько заказов. Мы им дали несколько заказов, вернее, нашли им заказы, чтобы они исполнили, изготовили изделия из металла. Ну, как видите, все работает, привели порядок цех, зарабатывали деньги. Большое спасибо Министерству труда Фениксу за поддержку в развитии собственной объединения. Мы находимся в швейном цеху,
который при поддержке Министерства труда и социального развития по социальным контрактам открыл Сафронов Егор. Он реализовался как индивидуальный предприниматель при поддержке Феникса, потому что мы предоставили ему помещение, помогли в закупке и сопровождении в его начинаниях. Швейное дело для людей с ограниченной возможностью. Им без особых пенсий выпусков можно заниматься своим любимым делом, шить и как бы реализовывать себя и соответственно зарабатывать своим трудом. И быть нужным обществу. Вот наша студийная задача, да, мы хотим показать, так скажем, нашему брату по несчастью, что на этом жизнь кончается, что можно и развиваться, и открывать свое дело, и работать, и заниматься спортом. В данном кабинете у нас работа по программному обеспечению, это в этой сфере, да? Мы заключили соглашение с резидентами IT-парка, это Google Technology, да, что приложения Google Такси будут работать конкретно Феникс, на территории Хангаласского УСа. Да? Такой есть у нас индивидуальный предприниматель Гордосов, который с помощью социального контракта купил автомобиль, и в данное время с помощью этого приложения занимается пассажирскими перевозками в городе Покровске. Также у нас он стал индивидуальным предпринимателем. И девушка стала обучаться в IT-парке, у резидентов IT-парка, обучаться, проходить стажировку именно. Так, и у нас есть второй ролик, продолжение этого видеоролика. Сейчас включим. Проходить стажировку. Проходить стажировку, именно работать по программному обеспечению Google Такси. И она также станет индивидуальным предпринимателем по контракту. В настоящее время на первом этаже ведется строительство социальной бани с доступной средой, которую открывает президент нашего бизнес-инкубатора Макарян Артем. Меня зовут Наталья, я фитнес-тренер, веду групповые занятия у девушек. Я работаю в Покровске, открыла свою фитнес-студию Body Fit. И при помощи Феникса мы открыли в группе также массовое уровень. Девушек, желающих, очень много. В развитии художественной гимнастики в Хангаласском УСе и в частности в поселке Мусоголовка большой вклад внесла организация «Феникс». Она предоставила нам свою площадь, свой зал, предоставила условия для развития детской художественной гимнастики в Мусоголовке. Сначала это была бюджетная группа в составе 15 человек. Однако появился большой интерес среди родителей и детей, появились первые результаты, и на нас обратило внимание управление образования, и было принято решение перевести группу на бюджетную основу. Было принято решение открыть филиал детской юношеской спортивной школы. Сейчас тренируются уже около 50 девочек, и мы хотим выразить огромную благодарность Фениксу, Ренату Геннадьевичу, Сергею Прохоровичу. То есть у нас 6 резидентов успешно реализовались индивидуальные предприниматели. Все 6 резидентов бизнес-инкубатора являются людьми с ограниченной возможностью. Приобретено необходимое. Спасибо большое. Очень классная практика соединения усилий Министерства труда, поддержки со стороны Министерства труда, соцразвития, соцконтракт, IT-парк, да, и некоммерческая организация, которая при поддержке, получается, местной администрации вот внедряют в жизнь такую, мне кажется, путевку в жизнь дают людям с инвалидностью. Я думаю, что эту практику точно можно внедрять на других территориях.
Мгм. Теперь мы сейчас послушаем как раз-таки историю одного территориального общественного самоуправления. Покровка, город Покров – это столица, так скажем, районный центр Хангаласского улуса, который поделится как раз-таки возможностями решения вопросов местного значения без использования там, грантовых средств и так далее, именно общими усилиями жителей района. Пожалуйста, вам слово. Александр Васильевич Рожин, председатель ТОС Покровка, город Покровск, районный центр Хангаласского улуса. Александр. Здравствуйте. Добрый день. Вам слово. Меня видно, да? Да, мы вас слышим. Презентацию вашу включили. Пожалуйста, начните поделиться опытом. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Александр Ружев, председатель тоже Покровка и общественный Лига отцов. Мы вот Покровку тоже открыли в 2022 году, 12 января. Через Минюс проходили задание. Количество жителей тоже у нас 128 человек жителей. Улица Луба, Эркени, Дорожная, Стадионная и Катын-Юрях. 5 улиц есть у нас. Каждый год весны мы выходим на субботник все вместе после 9 мая. Собираемся и вот предоставляет нам мешки наш местный депутат Сергей Геннадьевич Гребнев. Он индивидуальный предприниматель, он нас курирует. И еще вот отсыпку делаем каждый год тоже после весны, после талой воды своими усилиями. И еще провели вот свет, и вот газопровод еще своими силами провели, скидывались все местные жители половину, и половину бюджета нам предоставил местная администрация. Вот так. И каждый год в форумах участвую. Недавно вот в апреле в этом Мегина Хангаласское мое вот это было там последний раз участвовали. Каждый год участвуем в форумах, обмениваемся опытами. Вот так кратко. Хорошо, спасибо большое, Александр Васильевич. Я думаю, что все равно мы с вами продолжим общение, чтобы вы действительно поделились опытом, да, каким образом вот так вы объединяетесь, решаете вопросы местного значения, да, начинаете все сами, действительно. Спасибо. И теперь мы хотим передать слово молодежной организации Хангаласского улуса Наталье Михайловне Шадриной, поделиться с опытом общественной организации по развитию детских инициатив Хангалас-Реле «Надежда Хангаласа». Наталья, вы с нами? Добрый день, меня слышно, да? Да, вас слышно. Сейчас включим вашу презентацию. Организация у нас детская. У нас по Хангаласскому району действует 27 образовательных учреждений. В них как раз-таки 28 детских организаций, с которыми мы работаем. Мы работаем с 96 года, но как некоммерческая организация мы зарегистрировались в 2017 году. Проводим очень много различных мероприятий для детских организаций нашего района. Также основные мероприятия, которые у нас яркие, да, такие мероприятия, это грант главы улуса, который у нас с 2017 года действует, уже 5-й год мы проводим. Сумма гранта составляет 200 тысяч рублей, это со средств
управления образования и с молодежной политики. На реализацию своих проектов дети защищают свои проекты, то есть, и на реализацию получают 30-50 тысяч. Больше 20 проектов уже реализованы. Участников всего в детской организации 4020 детей, это в образовательных учреждениях нашего района. Но целью деятельности организации является развитие детских инициатив и раскрытие их способностей в процессе активной творческой деятельности. Наша локация НКО, это Хангаласский улус. Хочу рассказать, можно следующий слайд? Один из ярких наших проектов, который получил поддержку фонда президентских грантов, это в 2020 году было в пандемийное время. Мы реализовали очень хороший проект для мальчишек «10 шагов к успеху». В нем приняли участие 10 школ, 100 мальчишек и 10 мероприятий. Проект получил очень хорошие отзывы, и именно для ребят мы провели мероприятия, которые могли бы помочь найти им будущую профессию. Как видите на картинках, на фотографиях, это те мероприятия, в которых они участвовали. Все образовательные школы получили ноутбуки за счет грантовых средств, футболки, различные раздатки и так далее. Они были участниками мероприятий, которые проводили безвозмездно наши педагоги Центра дополнительного образования детей, просто общественники, совет отцов и так далее. Вот очень хорошее мероприятие, с которым я бы сегодня хотела бы поделиться. А также детская организация Хангалас Арале имеет свой план работы. Ежегодно мы проводим традиционные фестивали, большие акции, участвуем во всех мероприятиях, которые у нас проводятся в Улусе, в республике, в различных федеральных конкурсах. И основной целью некоммерческой организации является то, что мы помогаем нашим организаторам, нашим детским общественным объединениям методически, и через нашу некоммерческую организацию они тоже могут принять участие для реализации своих проектов. Кратко, сказали 3 минуты, кратко хочу рассказать вам про нашу некоммерческую организацию, нашу общественную организацию. Мы понимаем, что как раз-таки ваша организация является таким муниципальным ресурсным центром именно по развитию детских инициатив. Вы так хорошо объединили все эти 27 детских организаций, и это очень хорошо, что вы действительно их курируете, потому что на такой обширной территории, тем более в 18 муниципальных районах, у вас зарегистрировано 27 объединений детских. Это очень хорошо. Мы благодарны вам за то, что вы вот так работаете, и очень надеемся, что вы еще поделитесь опытом, как вам удалось всех их скоординировать и объединить, да? Для коллег из Челябинской области я хочу сказать, что история развития детского движения у нас в Якутии начинается с 1992 года. То есть как пионерия закончилась, был какой-то промежуточный переходный период, так скажем, перестройка, и уже в 1992 году было создано общественное детское движение, которое просто пронеслось по территории всей Якутии. И это вообще неудивительно, в каждом районе есть детские общественные движения, объединения и так далее. Союз, он действует, он достаточно активный, но практика, которую реализуете вы, получается, это такой мини-конкурс Росмолодежи, я бы сказала. Даже не Росмолодежи, а якутского детского движения, когда вы даете микрогранты, начинаете поддерживать инициативы и мини-проекты. Это по факту сегодня дети, завтра молодежь, а послезавтра молодые взрослые, которые и являются лидерами местных сообществ. И здесь очень примечательно, что бюджетирование грантового конкурса непосредственно идет через управление образования, да? Согласна. Очень Спасибо. логичный, хороший подход. Коллеги, а можно задать вопрос уточняющий? Конечно. Добрый день. Меня зовут Горячев Алексей, я директор ассоциации ТОС Челябинской области. Мне бы хотелось узнать, дайте несколько кейсов, да,
того, как вы вовлекаете молодежь там вот в реализацию проектов по благоустройству. Вот разные, наверное, есть возрастные группы, да, там, допустим, школьники, да, одна пусть будет группа, а вторая пусть будут студенты там каких-то вузов, там высшего образования. Вот как вы с ними выстраиваете работу? Прям несколько кейсов, если можно. Коллеги, кто готов? Наталья Михайловна, может быть, сейчас вот, или кто-то с Хангаласского района готов сейчас? Спасибо за вопрос, Алексей. Ну, мы конкретно работаем с детскими общественными объединениями, то есть со школьниками, да, школьного возраста до 18 лет. И вы спрашивали насчет благоустройства, да, населенных пунктов. Меня вообще нас интересует вообще, какие именно проекты вы реализуете вместе с молодежью и каким образом вы их вовлекаете, да, вот что становится интересным для вашей молодежи. Вот есть целевая группа — это школьники, есть целевая группа — это студенты. Все понятно. Вообще конкурс грантов у нас начался, можно сказать, очень осторожно. Вначале было очень мало проектов, потому что дети, ну, не каждый умеет, да, писать проекты, все боятся. И вначале, когда они уже получили денежные средства для реализации своих проектов, вот там уже началось. Мы стали рассказывать. Вот этот школьник, например, да, Вася Иванов, со своим проектом, например, построил там скамейку добра. Ну, такие мелкие проекты, которые есть у детей в общественных организациях, да, простые. Кто-то просто сделал проект, чтобы сделать форму для своей детской организации, для 30 детей, да, за 50 тысяч. У кого-то 3 раза у нас выпускали книги о директоре своей школы, о людях, которые, ну, были участниками, да, Великой Отечественной войны и так далее, из своего села. Вот такие у нас проекты были. Проекты у нас не сложные, не большие. И сам конкурс, он такой не сильно сложный. Просто они приходят, сначала заочно отправляют нам свои проекты по направлениям, потом уже идет защита. Как раз Юрий Юрьевич нынче был председателем, да, комиссии. И мы слушаем проекты детские, потом уже утверждаем. Где-то 12, нынче 15 проектов было, из них получили грант 5 проектов. И они каждый год участвуют, некоторые уже 3 раза получили. А вот с молодежью, да, у нас очень хорошая практика в Хангаласском улусе. Я вообще горжусь, то, что у нас есть такие. Есть стипендии для студентов. Это с муниципального бюджета идет. Ну, как я активный член молодежной политики Хангаласского улуса, тоже, да, хочу рассказать. Есть стипендия за достижение для наших студентов, которые обучаются в высших и средних учебных заведениях. Далее есть у нас очень хорошая грантовая помощь для молодежных организаций сельских поселений. То есть они тоже защищают свои проекты перед главой Хангаласского улуса, да, обязательно должен быть проект социальный. И они рассказывают и получают на это денежные средства до 300 тысяч рублей. И эта практика очень хорошо у нас внедрилась уже, ну, можно сказать, 3 года. Ага. И вот, то есть по всем возрастам детские у нас гранты есть, для студентов у нас гранты есть, чтобы, да, они гордились своим районом, чтобы они обратно к нам захотели вернуться, поработать. И для молодежи сельских поселений тоже есть у нас для общественных организаций такие грантовые меры поддержки. Активно все участвуют, потому что, ну, все мы знаем то, что каждый раз просить, да, администрацию кого-то для реализации своих проектов, ну, не получится. Из-за этого мы им даем такую возможность участвовать самим и получать при этом средства для, ну, своих инициатив. Спасибо. Да, ну, я думаю, что вот эта проектная история и культура, она у нас внедрена уже 3-й год, как, да, я хочу добавить чуть-чуть, потому что у нас строится парк будущих поколений, и через 2 года он откроет свои двери. И коллегам, кто к нам приезжал, мы рассказывали, что парк – это площадка, где будут развивать гибкие навыки для детей, и один из главных навыков, ну, мы как ресурсный центр считаем проектные, то есть развитие проектного мышления у детей. И поэтому вот лично наша команда выезжает по районам республики для того, чтобы обучать молодежь и детей
как писать проекты, как упаковать свои идеи в проекты. Но я хочу еще сказать, что не только ведь грантовая история, да, наверное, вдохновляет наших детей и молодежь. Во-первых, ну, ковид-пожары, СВО показывает историю, что наши молодежь и дети неравнодушны, что волонтерское движение очень мощно развито, и еще история ППМИ, инициативное бюджетирование. Наша республика 2 года назад вошла в пилотный проект на уровне России, где именно голос ребенка, голос детей школьного возраста учитывается при принятии решений, и они могут предлагать, какие проекты необходимы сейчас выдвинуть на инициативное бюджетирование. У нас в республике это 500 миллионов в год. И муниципалитеты очень активно принимают участие. Поэтому я вам сегодня тоже в завершении расскажу про практику территории, где вообще нет НКО, вообще нет общественных объединений, но силами различных проектов участия в разного рода конкурсов именно органы власти и местные жители привлекли очень большие инвестиции на территорию и сделали добрых много дел. Да, и мы как раз таки Я в просто, рамках... коллеги, хотел тоже вот уточнить, что почему нас интересует там молодежная, да, практика. Вот по инициативному бюджетированию. Мы видим, что в соседних субъектах есть практика школьного инициативного бюджетирования. Это отдельная программа, которая также финансируется по линии Министерства образования. И таким образом школьники, они участвуют в развитии своей школы. И уже со школьных лет у них прививается понимание, да, того, как они могут участвовать в развитии своего микрорайона. Именно, и их голос учитывается, и они практически являются заказчиками тех инициатив, да, которые потом воплощаются в жизнь. Вот это и есть активное участие и самореализация уже в детском возрасте. Но у нас тоже голосуют с 14-летнего возраста в цифровой платформе, то есть это все тоже используется активно. Но вот я думал, специализируется именно вот на школьном инициативном бюджетировании. Но у вас так же, как у нас, получается. Да. Вот. Угу. Так, ну что, будем продолжать? Да, будем продолжать. К нам сейчас подключается уже Челябинская область. И мы сейчас просим подключиться, микрофон включить Ольге Сергеевне Братчиковой. Как раз-таки у нее очень интересная тема про опыт молодежных инициатив в Челябинской области на примере ТОС Козырева. Ольга Сергеевна. Добрый день. Я хотела рассказать... Там, Ольга Сергеевна, у вас плохо. Ольга Сергеевна, управление ассоциации ТОС Челябинской области. Хорошо. Меня слышно, нет? Да-да-да. Ольга Сергеевна, вы видео отключите тогда, видео у себя отключите, если возможно это. Получше будет. А теперь... Задержка идет как-то. У вас зависает речь, зависает звук. Я вас очень хорошо слышу. А вот теперь хорошо. Мы вас тоже сейчас слышим. Хорошо, да, слышно меня? Да. Тогда я постараюсь побыстрее рассказать про наш ТОС. Наш ТОС, он молодой, ему всего 2 года. Можно на следующий слайд и еще следующий. На следующий слайд можно еще? За эти 2 года совместно с жителями, то есть могу сказать так, что пока развивались шахты на нашей территории, поселок благоустроенный был полностью. Последние 40 лет, как шахты закрылись, на наш поселок вообще внимания никакого не обращали ни власти, никто. Вот мы создали 2 года назад ТОС. За этот период была проведена очень огромная работа по благоустройству и взаимодействию с администрацией города Копейска. У нас начали ремонтироваться и дороги, и установка новых электростолбов, снос аварийных зданий, площадки. Также жителями мы установили видеокамеры на общественных территориях поселка.
и много различных дел, то есть там и высадка деревьев, цветов, ну и много, да, вот территорию мы облагородили своими силами. Но так как мы взаимодействуем, мы выиграли грант, можно следующий слайд? Следующий слайд можно? Мы в 2021 году выиграли губернаторский грант на проведение различных мероприятий, так как в поселке нет ДК, людям заняться особо нечем. Вот мы проводили много различных мероприятий, и спортивных, и культурно-массовых. В прошлом году мы выиграли инвестиционное бюджетирование на строительство спорткомплекса. В этом году мы его реализовали. 20 августа было торжественное открытие спорткомплекса. Вот у нас на картинке вы видите, да, у нас большая хоккейная коробка и большая спортивная площадка. Сейчас с утра до вечера у нас что взрослые, что дети находятся на стадионе. Также своими силами были установлены футбольные ворота и сделана волейбольная площадка. Так, можно следующий слайд? Но любая организация, она со временем устаревает, да, без привлечения молодежи. И в этом случае мы долго думали, как вовлечь молодежь, чтобы им было интересно, чтобы они давали свои идеи, новые планы, мы к ним прислушивались. И на территории поселка у нас есть школа, и мы с ними взаимодействуем в различных мероприятиях. И наш ТОС предложил участие проекта по профориентации. Следующий слайд, пожалуйста. Еще следующий. Мы разработали проект, профориентационный проект «Путь в профессию». Сходили, встретились с главой города Копейска, обсудили с ним этот проект, и он нам помог его реализовать. То есть наши партнеры были и Управление образования администрации Копейского городского округа, и сама администрация, и Совет родительской общественности. И вот когда вот есть такие партнеры, сам проект двигается намного быстрее. Даже некоторые организации нам сами звонили, у нас это было размещено и по телевидению, и в разных соцсетях, с помощью администрации. И вот когда вот, было такое большое оповещение, даже многие организации сами нам звонили, предлагали, что приедьте с ребятами к нам на ту же фирму, да, или завод. Этот проект, я считаю, что очень удачно реализовался. Во время проекта ребята посетили много различных организаций. Можно следующий слайд? Следующий слайд, пожалуйста. Да, вот здесь вот видно, да, что мы даже были, наверное, первые, кто в администрации, была экскурсия даже по самой администрации города. Меня слышно, да? Да, вас слышно. Слышно. Ага. Была даже вот экскурсия по администрации города. Ребятам, конечно, все это безумно понравилось. И многие в начале самого проекта ребята писали, кем они хотят быть. Во время проекта 99% учащихся подтвердили свою профессию, что они так и хотят остаться поступать на эту профессию. А часть ребят во время проекта, побывав в других организациях, все-таки решили поступать на другую профессию. Сейчас у нас тоже очень хороший результат. Из 18 ребят 3 ученикам дают целевые для поступления в институт с последующим принятием на работу на завод, на котором они посещали. Это вот мы тоже все договаривались, и ребят сейчас будут ждать, как они только окончат институт, они будут там работать. И вот во время этого проекта у нас возникло, ну, пообщавшись с ребятами, да, очень интересно, когда они предлагают какие-то свои идеи, все, и мы с коллегами по ассоциации ТОС
подумали и решили организовать первое при общественном самоуправлении молодежное движение. Можно следующий слайд? Следующий слайд, пожалуйста. Да, вот у нас вот оно второе по России молодежное движение, первое по Уралу. Вот это, как я их называю, это мои птенцы. Нас сейчас, сначала нас было 12, сейчас нас уже 16 человек, добавляются еще родители в молодежное движение. Все официально, все по документам мы все официально зарегистрировали. У нас также, так как мы не являемся юридическим лицом, было закреплено за ассоциацией ТОС Челябинской области. Так как РДДМ это федеральная программа, все документы были официальны, различные мероприятия. Наши ребята помогают, активно участвуют в благоустройстве поселка, то есть это и субботники, это и помощь на СВО, плетение сетей, сбор гуманитарной помощи, волонтерские работы. Помогают пожилым людям. То есть работа уже за 2 месяца была сделана большая. Также мы посещаем разные форумы. Вот буквально вот сегодня мы дописываем первый наш клип, чтобы участвовать в Молфесте. Это тоже программа молодежного движения. Ребятам, конечно, все это безумно нравится, и в октябре месяце мы будем принимать участие в первом нашем проекте, да, на привлечение средств для реализации. У них в школе для занятий физкультурой вообще практически, все устарело, нет ничего. И хотелось бы, конечно, что-то на приобретение какого-то спортивного оборудования. Хорошо, спасибо. Вот, ТОС полностью помогает, конечно, молодежному движению, так же, как и ассоциация ТОСов. Спасибо Горячему Алексею Вячеславовичу, он нас тоже активно поддерживает в этом плане. Даже на фотографиях видно, они участвуют как в благоустройстве, да, и ездят по разным форумам и площадкам. Здорово, потому что... Также у нас идет взаимодействие с молодежными различными организациями города Копейска, Челябинской области. У нас есть прекрасный клуб «Союз», который недавно тоже организовали НКО. Они помогают ребят, которые не могут, допустим, оплачивать какие-то кружки, все ребята у них занимаются. Различные виды спорта, как и футбол, как и хоккей, да, и различные это. И мы вот сейчас наладили взаимодействие, и буквально на днях будем обсуждать, когда начнутся тренировки на нашем поле с нашими ребятами. Спасибо большое, Ольга Сергеевна. Спасибо за внимание. Я, в принципе, уложилась вроде бы, да? Да, Если есть ко мне какие-то вопросы, могу ответить. Алексей Вячеславович, видимо, хочет... Я хотел просто дополнить немножечко. Сказать о смыслах, если позволите. Конечно. Коллеги, вообще, да, сейчас очень много создается различных общественных молодежных объединений, но ключевая проблема в деятельности этих организаций, их деятельность должна быть наполнена конкретными смыслами для молодежи. Молодежь так просто не обмануть и там не, как говорится, не вовлечь их в какие-то процессы, связанные там, непонятные им процессы, да, непонятен смысл, там, задачи, для чего они это делают. То есть мы видим даже вот у нас ряд молодежных объединений, там выгорание идет молодежи. Вот они пришли, первый год один прям буквально вот их хватает на год, они там походили с флагами там на демонстрации там и так далее. И потом они видят, что нет никакого, как говорится, полезного эффекта от их деятельности, и они прекращают свою активную позицию. И здесь вот мне кажется, я хочу еще раз обратить внимание всех коллег, что система территориального общественного самоуправления идеально подходит для молодежи. Здесь как раз они могут себя проявить во всех смыслах, и в творчестве, и поработать на благо своего двора, улицы. Кроме этого, они также могут получить профессиональные навыки,
которые могут им обязательно пригодиться в жизни. Собственно говоря, активисты ТОС, они могут стать теми наставниками, которые также могут передать им свой жизненный опыт. Я считаю, что вот коллаборация, которая вот сейчас у нас произошла, да, и мы сейчас ее развиваем вот на площадке ТОСа Козырева с российским движением молодежи и школьников, она перспективная, и я, и мои коллеги, мы вот будем активно пытаться создавать, либо выстраивать коммуникации, да, то есть на некоторых ТОСах уже при школах созданы эти организации, и здесь я вижу, что необходимо активистам ТОС активно принимать участие во взаимодействии с этими первичными организациями. Ну и я думаю, ни для кого не открою, как говорится, какой-то секрет, что в принципе на каждой территории школа является основным культурным центром. И здесь, ну, вообще на взаимодействие школы и ТОС, она четко просматривается, так как школа готовит будущих членов наших организаций. То есть в ТОСовском движении могут участвовать граждане, достигшие 16-летнего возраста. И здесь, вот я думаю, это очень правильное и нужное направление, которое надо развивать на любой территории. Спасибо. Я абсолютно соглашусь с вами, Алексей, потому что, ну, во-первых, сейчас, получается, вы сами, ваша коллега ответили на вопрос, как вовлечь молодежь, да, и точно институт волонтерства, наставничества – это одни из главных технологий, наверное, да, потому что первое – это, ну, соучастие, вообще вместе мы живем, мы добрые соседи, мы добрые друзья, но когда случается какая-то внештатная ситуация и нужно помогать ближнему, здесь вот как раз мы собственным примером, и мне кажется, через это можем детей вовлекать. Но мне вот очень импонирует сейчас вот эта практика в вашем, получается, ТОСе, да, Козырева, что такое создание среды возможностей для развития детей. Вот когда дети это абсолютно разумные, умные существа. Почему мне нравится эта история с ППМИ и голос ребенка, да? Это очень важно нам, взрослым, слушать, что они хотят, и слышать. И вот сейчас мы являемся операторами конкурса фонда Тимченко «Среда возможностей», он так и называется. И абсолютно первым условием для подачи заявки школа может подать заявку, детский сад может подать заявку, музей, библиотека, некоммерческая организация, но только с одним условием, что необходимо провести опрос, сделать стратегическую сессию вместе с детьми и с родителями, с подростками на предмет, а что хотят дети. Мы порой отправляем, да, с ТОСами, мы некоммерческие организации, отправляем проект на конкурс федеральный, ну что, благоустройство. Да нет, не всегда это благоустройство, это про вот коммуникации, про слышать, про развитие. И вот все-таки, что детям нужно в самостоятельной жизни, это навыки, гибкие навыки, которым в школе, ну, на предметах, в рамках предмета мы не обучаем, и поэтому вот это креативное мышление, проектное, да, мышление, умение работы в команде, эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость, экологичное мышление, это все точно можно делать в ТОСе. Это все можно делать в команде школа, администрация, ТОС, да, музей. И вот сейчас те проекты, которые летят на конкурсы, вот «Среда возможностей», они как раз доказывают, что там, где есть ТОС, там, где есть вот такие лидеры местных сообществ, там проще выявить эту молодежь, повлечь за собой и вовлечь в какие-то проекты на развитие своего, да, родного села, края. Так что это точно про смысл. Можно я чуть-чуть добавлю? Можно еще немножко добавить? Конечно. Вот тоже хотела, присоединяюсь, да, к словам Алексея Вячеславовича. Но вот даже со слов ребят могу сказать вот одно, что при ТОСе все-таки, когда создается молодежное движение, оно более эффективное в том плане, что ребята
нравится. Если в РДДМ они только при школе, да, они выступают только от школы, от молодежного движения, то в ассоциации ТОС, они вот буквально недавно у нас был политический вернисаж, и они представляли уже ассоциацию ТОС. Они познакомились с разными людьми, и им это очень понравилось. И у них есть больше возможности, то, что они и принимают участие и от ТОСа, и от молодежного движения. В молодежном движении знакомятся с различными ребятами из Челябинска, они уже принимают опыт действительно от более, вот именно при ТОСе вот создано они. Спасибо, Ольга Сергеевна. Но если мы говорим про вовлечение молодежи, детей в проектную деятельность, то вы прекрасно знаете наверняка, что до 24 сентября у нас идут именно до 24 сентября идет актуальные 3 конкурса. Это среда возможностей фонда Тимченко, где подаются муниципальные, бюджетные учреждения и некоммерческие организации малых территорий. Есть конкурс «Новые искатели» фонда Тимченко, где участвуют именно команды детей и подростков взрослыми наставниками тоже с малых территорий, а также основной конкурс Росмолодежи, 2-й сезон, тоже до 24 сентября. Ну, а фонд президентской гранты, я думаю, что многие знают, до 16 октября. Поэтому сейчас как раз-таки та среда, где мы активно можем не только сами принять участие, да, взрослые люди, но а также вовлечь детей, подростков, молодежь именно в проектную деятельность. Спасибо. Движемся дальше. Из Челябинской области к нам подключается Наталья Дранишникова, которая тоже в августе была у нас в Якутии. Наталья, вам слово. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Хорошо, да, слышно все меня? Да. ТОС «Лидер», город Челябинск. Ну, мы Ленинский район, также представляем ассоциацию ТОСов в нашей Челябинской области. Но мы бы хотели поделиться о самоорганизации наших жителей, которые остались у нас без управляющих компаний. В 2020 году, там следующий можно будет, да, сразу же слайд, чтобы... В 2020 году то наши 10 домов остались без управляющей компании. Причем это случилось у нас в ноябре. Управляющая компания якобы экономически обоснованные выставили тариф вместо 18 рублей 250 рублей за метр квадратный, что это, конечно, было ощутимо для людей, и люди на тот момент просто растерялись, да, и не понимали, что дальше будут делать. Понятно, что мы попытались записать ролик, выложили это в соцсетях, стали кричать как так, что вроде как помогите, спасите, но потом уже поняли, что дело спасаешь, дело, ну как бы мы должны сами себя спасать. Ну, дальше мы также сходили в ГЖИ, везде написали, то есть сходили к депутатам, совместно с депутатом, вот мы, помощник депутата нашего ЗАГС собрания Евгения Валерьевича Губанова, мы записались на прием в ГЖИ, и где мы стали вообще разбираться, что такое непосредственное управление. Оказывается, все наши дома, которые меньше 30 квартир, их просто перевели на непосредственное управление. То есть, и общаясь с нашими жителями, ну, причем и даже я как бы с опытом старшей по дому больше 10 лет, да, я не понимала, что, то есть вообще в чем суть непосредственного управления и как оно вообще выживает и для чего оно было сделано. Разобравшись, мы поняли суть, да, что управляющие компании, чтобы уйти от лицензионного, потому что ГЖИ, во-первых, это идет под контроль на ГЖИ, выставляются им большие штрафы, то есть они просто дома перевели на непосредственное управление. И по незнанию, да, что люди приходят, да, то есть, ну, обычно мы же не вникаем, допустим, кто, как у нас идет, как идет расходование средств. Люди просто подписывают, и эту же протокольную систему, что переходим на непосредственное управление, а как это будет дальше действовать, никто не знает. Дальше мы, ну, стали разбираться. На тот момент у нас, ну, наверное, может быть, нам повезло, то есть вышла ролик, что наши урбанисты ездили в Пермь, и там вот как раз Анастасия Мальцева, то есть они
Следующий слайд еще. Ага. И Анастасия Мальцева, то есть как раз спасибо интернету, да, и нашей глобализации, то есть мы через ВК просто ее нашли, мы с ней списались, вышли с ней по онлайну, и она нам рассказала суть самого непосредственного управления. Следующий слайд. После этого мы стали проводить собрания вообще с жителями, мы прошли по каждому нашему дому и стали объяснять вообще, что такое непосредственное управление. На тот момент нам еще как раз повезло, и мы именно под эту цель писали, чтобы объединить людей. Это вот был у нас наш первый губернаторский грант. С нами работал юрист, и мы стали составлять все вот эти протоколы решения собственников, выбрали старшего по дому, решили, что у нас будет просто казначей, потому что когда пришли, у людей были... Люди, на самом деле люди на тот момент растерялись, да, и было очень приятно, когда увидели слова вообще благодарности, что все-таки мы как ТОС существуем, мы есть, и мы их поддерживаем. Мы организовали казначея, мы стали собирать деньги для своего спокойствия, то есть я нашла компанию, которая заключила с домами договор на аварийное обслуживание, то есть если вдруг авария случается у нас ночью или в праздничные дни, я понимала, что у меня люди набирают компанию, она приезжает и аварийную ситуацию им устраняет. Дальше идем. Дальше мы стали понимать, что, наверное, все равно мы своими силами не справимся, искать выход. Какой выход? Что нужно перестраивать. Рядом с нашими домами у нас есть компания, которая как раз через выкуп жилья у жильцов начинали застройку. Мы решили выйти также с инициативой на строительную компанию. Также мы пользовались, скажем, возможностью, когда какие-то встречи были, да, вот здесь у нас как раз соучастное проектирование было Гагарина, и заместитель главы по вопросам градостроительства Владимир Валентинович Шамне, да, то есть мы обращались с вопросом именно, чтобы включить в застройку нашу территорию. И вот этими вот маленькими совместными шагами мы стали выходить на застройщика. Застройщик изначально, следующий слайд. То есть застройщик у нас сначала отказался, потому что он сказал, что нам это экономически невыгодно. Потом мы уже совместными всеми усилиями, да, я так понимаю, и они тоже уже все вот эти моменты у себя просчитали, и все-таки нам дали добро. Но у нас ситуация такая, когда утверждают генплан, да, на территории вот этих наших домов по генплану находился садик. И вот этот вот момент, чтобы перерисовать, вот это стоит очень большие деньги, и всю вот эту нагрузку финансовую на себя взяли застройщик. Сейчас у нас идет вот это вот утверждение ДПТ, то есть это детальная планировка территории, которая, я думаю, что в октябре у нас уже завершится. И наши жители уже переедут в новое жилье застройщика. Может, следующий слайд? Следующий слайд. Все это время, да, пока у нас шли переговоры, на самом деле, чтобы переделать план, да, вот этот вот внести новый ДПТ, у нас, наверное, порядка 2 лет ушло, да, и вот только завершается к нашему окончанию. На тот момент, это вот наша Ксения тоже, она очень активно, то есть помогала, то есть организовывала все обслуживание наших домов, да, хочется ее именно отметить, потому что это тот человек, который мы справились с тем, что мы поменяли бойлер. То есть бойлер люди
уже меняли своими силами. Замена бойлера стоит порядка 80 тысяч, но именно вот та система, которую мы оставили по сбору с денег, да, и она была планомерная, позволила людям не вносить, да, сразу же так, то есть, ну, если с учетом, что дом состоит из 8 квартир, 80 тысяч, это людям необходимо было бы внести по 10 тысяч с квартиры, да. Люди у нас, вот у них на доме собирают, ну, по 500 рублей в месяц. То есть идет постепенный, планомерный сбор денег, который хранится у казначея, и когда они отчитываются, то есть видна эта прозрачность, и люди доверяют. То есть даже те люди, которые не платили на квартирах, да, то есть люди стали платить на самом деле, потому что увидели, что это идет именно на дома. Следующий. Ну, параллельно, так как у нас округ состоит, да, из двух частей, одна часть как раз у нас это через расселение через застройщика, когда застройщик выкупает жилье, да, и переселяет его потом в другое. У нас еще есть и другая часть, про которую мы тоже систематически просили, напоминали, чтобы нас ввели в территорию КРТ, чтобы у нас началась постепенная, то есть анализ, и вот сейчас мы уже следующий слайд как раз увидели, когда информацию, были очень рады, что День Челябинска веб РФ, и презентовали уже именно КРТ нашей территории, это вторая часть, которая утверждена у нас предварительно будет тоже уже где-то в октябре, и мы будем выходить уже на вторую часть благоустройства нашей территории. Можно следующий слайд. Было вот, конечно, например, это вот вид сверху нашего округа, который на КРТ было, то есть это наши дома. И следующая, да, картинка, это то, что планируется у нас в будущем, и мы надеемся, что это у нас будет воплотиться. Сейчас мы как раз с людьми прорабатываем, да, что создаем вот эти вот чаты, чтобы была уже совместная работа не только администрации, да, так как на это очень много времени тратится, но и наша, чтобы мы, когда нам сказали, что все, мы готовы, мы тоже были уже готовы провести собрание и вступить в комплексное развитие территории. Следующий. Ну, это вот наш дом, который наши жители именно без управляющих компаний, которые остались, у нас в них зарезервировано под них 30 квартир. Мы сейчас ждем окончания утверждения нашего ДПТ, и я так думаю, что в ноябре месяце, то есть мы уже отпразднуем новоселье. То есть, ну, это как раз вот тот пример, когда люди не отчаиваются, не отпускают руки, а начинают искать выход в своей сложившейся ситуации и совместными усилиями, то есть тут мы прям вот работаем все, и жители, и мы ТОСы, и депутаты, и администрация наша, чтобы этот момент удовлетворения всех случился. Поэтому надеемся, ну, следующий слайд, что в скорейшем будущем наша территория будет заметно изменена, у нас появятся красивые дома, у нас будет красивое благоустройство и будут достойные управляющие компании, при которых также будут работать соседские центры, и все у нас будет хорошо. Спасибо, Наталья. Я абсолютно уверена, что все у вас будет хорошо, потому что вы объединяете людей, вы созидаете. И вот, да, напомнила Надежда, любимое выражение Марины Михайловой, да, что объединяет людей? Любовь, мечта и беда. И вот я уверена, что вот картинка ожидания и реальность у вас совпадут. Я желаю вам добиться результата.
Ну, последний дом, который у нас стоит, это уже не картинка, это уже реальность. Он уже построен, он уже сдан, и застройщик только ждет утвержденного ДПТ. Как только у нас будет, и он сможет, то есть, ну, для себя понимание, что он уже в дальнейшем сможет туда людей переселить, мы уже будем переезжать. То есть это уже реальность. Ну и КРТ, то есть то, что мы заходим в КРТ, это тоже реальность, но так как там идут процедуры аукциона, да, дальше какой зайдет застройщик, мы же еще пока не понимаем, поэтому ну, там еще картинка, но мы ее будем воплощать. Спасибо, Наталья. Желаем удачи. Зовите на новоселье, мы приедем. Обязательно, обязательно, обязательно. Ну и как раз вот когда мы разговаривали с Натальей, да, ваша активистка, которая по многоквартирным, да, домам, что сложнее, то есть я говорю, почему не делаете как бы сами тоже ТОС, да, что на девятиэтажных, и вот, наверное, мне тоже, как председателю, на девятиэтажных домах сложнее, когда у них есть управляющая компания, если управляющая компания достойная, то вот таких вот сильных проблем нету. Но когда вот мы как раз столкнулись, что жителей просто бросили, да, управляющие компании, причем в зимнее время бросили, да, и они не понимали, каким образом они вообще в отопительный этот период, что как раз вот мы, ТОСовцы, вышли и сказали, ребят, все, не переживаем, да, что самое главное, собираем деньги и ищем, кто будет нас обслуживать в случае аварийной ситуации. Ну, сейчас жители уже прям вот они сами очень активизировались, и вот те дома, которые находятся на непосредственном, вот сейчас уже они понимают, что такое непосредственное управление, я вижу, что они выкашены, то есть они у них в порядке, и люди сами несут ответственность, понимая, что не только их квартира, но и подъезды, и двор, и причем у меня на доме даже было, что график они по контейнерным площадкам составляли, кто убирает контейнерные площадки. То есть, ну, вот эта активность и восприятие, что это твой дом, то есть оно у них появилось. Отлично. Ну, я хочу поделиться новостью. Вот Наталья Луковцева, это руководитель Совета старост 203-го микрорайона города Якутска, с которой вы познакомились во время стажировки. Она, ну, мало того, что победитель, стала неравнодушный гражданин у нас на Дальнем Востоке, но она у нас вошла в состав, вот выборы отгремели, городская дума города Якутска. И это тоже один из инструментов, между прочим, продвижения лидеров, так скажем, своих активистов в общественные советы, да, в Думу, и в законодательные, в органы власти и так далее. Между прочим, Михаил Юрьевич Комиссаров меня этому научил, когда я увидела, что у вас уполномоченные по правам ребенка, по правам человека становятся люди из некоммерческого сектора, да, руководитель благотворительного фонда и так далее. И это тоже про неравнодушие, про смелость и про то, что, ну, наши должны представлять, быть ну, представлены и в органах власти, и здорово, если есть в активном бизнесе, и здорово, когда есть действительно в советах, которые принимают решения и делают конкретные дела. Вот еще тут про спортплощадки на вашей территории задают вопрос, Наталья. Несколько слов можете сказать? Спортплощадки, ну вообще спортплощадки у нас есть, мы в принципе сами, наверное, в 2021 году у нас инициативное бюджетирование заработало в 2021 году, и мы на тот момент именно наш двор Трубников 33 заявились как группа физических лиц и сделали себе фитнес-двор, то есть это уличные тренажеры, которые у нас были установлены. Наверное, одни вообще из первых из города Челябинска, потому что когда мы пришли в городскую думу, нам вообще спросили, ребята, что вы здесь делаете, да, потому что у нас практика такая, что это управляющие компании,
или на тот момент могли администрации заявляться, но именно инициативные группы от физических лиц такого не было. Спортплощадки у нас рядом, у нас есть и стадионы, у нас школы со спортивными площадками, ну и благоустроенные дворы тоже и по комфортной городской среде, и часть по инициативному бюджетированию. Также у нас есть и хоккейный корт. Сказать, что прям сильно с этим страдаем, не страдаем. То есть те дома, которые построены, да, есть у нас части новых домов, то есть застройщик уже все вот эти вот требования по благоустройству свои выполняет. Отлично. Ну вот еще хочу сказать коллегам в Якутии, что в Челябинской области есть очень хорошая практика грантов для физических лиц. Это как раз для вот незарегистрированные ТОСы, лидеры местных сообществ и так далее. Да? Но в Якутии с этого года, к столетию ЕАССР, у нас была практика поддержки на уровне республики незарегистрированных ТОСов, но это тоже должен был именно муниципальный район подать свою заявку, да, и в случае победы у нас незарегистрированные ТОСы нашли свою поддержку, проекты незарегистрированных объединений нашли свою поддержку. Но я все равно за то, чтобы у нас в республике появилась точно такая же практика, как у вас. И 2 раза в год, также в Башкирии, также в Новосибирске, в Югре. Я думаю, в Якутии это республика неравнодушных людей, 2500 тельбе. И я надеюсь, что мы вот возьмем с вас пример и воплотим это в жизнь. Спасибо. Коллеги, Спасибо. разрешите вот еще добавить по поводу сферы ЖКХ? Я думаю, вам тоже будет интересно. Можно, да? Конечно. Ну вот как вообще выстраивается работа ТОСов? Вот хороший пример, да, Наталья Викторовна нам сегодня привела. Это действительно, как говорится, примеры из жизни, когда и реновация здесь, и брошенные многоквартирные дома. Но вообще как бы в жилищном кодексе, в 161 статье жилищного кодекса говорится, что собственники многоквартирных домов должны создавать советы многоквартирных домов, либо ТСЖ. И если они в течение полугода не приняли решение, то орган местного самоуправления обязан провести эту работу. И вот здесь как раз вот мы понимаем, что в принципе органы местного самоуправления не в состоянии, да, в полном объеме провести эту работу по разным причинам и по объективным. И здесь нам видится, что именно органы ТОС должны стать помощниками. И нам видится здесь, какие плюсы для ТОСов, какие плюсы для органов власти, то есть, соответственно, используя потенциал гражданского общества, осуществляется просветительская деятельность, создаются советы многоквартирных домов, это помощь органам местного самоуправления. А что касаемо вообще создания советов многоквартирных домов, это первичное звено системы ТОС. И вот здесь в городе, в больших городах мы пытаемся выстроить такую иерархию вот в нашей системе ТОС, что первичным звеном являются советы многоквартирных домов ТСЖ, их представители уже являются делегатами и членами комитетов ТОС. И таким образом ТОС становится диалоговой площадкой для непосредственно обмена опытом, практиками. И вот сейчас мы в этом году реализовали проект ассоциации ТОС, Бюро юридической помощи для ТОС. И вот в рамках этого проекта была у нас и просветительская деятельность, мы образовательные семинары проводили, и работали мы непосредственно, вот одна из методик такая тоже хорошо себя показала, это создание соседских чатов. То есть к нам могли обратиться любой житель, он создавал сам чат, либо подключал наших экспертов к соседскому чату, мы помогали ему разогревать соседское сообщество и далее уже выводили на проведение общего собрания по созданию совета дома.
Ну, и если на многоквартирных домах не было чатов, то мы создавали даже чаты на микрорайонах. Но вообще этот проект, он помог, на мой взгляд, и председателям ТОС более лучше понимать, да, сферу жилищно-коммунального хозяйства. И здесь вот еще раз хочу сказать, что развитие вот, и работа вот именно в таком ключе, она обоюдовыгодна для ТОСов. Это вовлечение жителей, выстраивание коммуникации со своими жителями и повышение легитимности принимаемых решений на уровне ТОСа. А для администрации это вот наведение порядка в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Спасибо. Спасибо. Как интересно у нас проходит телемост. Спасибо вам большое. Вчера тоже по подготовительной работе Алексей Вячеславович и Наталья очень хорошо мы подробно поговорили и даже помечтали. Мы с Натальей тоже сказали, надо сделать так, чтобы действительно вы еще раз прилетели именно с практикой развития ТОС в город Якутск, Республика Саха-Якутия. Но мечты имеют свойство сбываться, поэтому мы будем мечтать и думать, как действительно еще продолжить с вами общение. Подождите. Да? Нет, теперь уже мы в Челябинскую область должны лететь со своими практиками и показывать на территории и наши ТОСы. Лидеры Конечно. местных сообществ. Нам тоже есть что показать. Поэтому я надеюсь, что у нас будет продолжение истории Алаверды, такой жест. Коллеги, Мы приедем. Фонд президентских грантов до 16 октября. Давайте. И вот как раз мы сейчас продолжаем делиться с нашей стороны. Теперь Якутия будет сейчас делиться опытом. И у нас сейчас на связи наш любимый горный улус, село Бердигистях, Ксения Михайловна Васильева, председатель Ассоциации ТОС Республики Саха-Якутия. И вместе с ней мы видим нашу Маяну Марот, тоже представителя некоммерческих организаций, гончарной мастерской в селе Бердигистях. Очень много творческих, социальных проектов. Вам слово, коллеги. Добрый день, участники телемоста. Мы очень рады поприветствовать представителей Челябинска. Отрадно видеть знакомых лиц. Привет Наталье Викторовне. Оказывается, какую объемную работу вы проделали, да, какие вы молодцы. Хотим передать привет коллеге Алексею Вячеславовичу. Вот мы только начинаем работу ассоциации. Хотелось бы с вами поделиться с вашим опытом работы. Когда-нибудь встретимся, да? Ага, мы это вот хотели поделиться вот со своим опытом, в частности, в Бердистяхском наследии, как мы вот взаимодействуем вот с нашими ТОСами. Дальше. Вот, ну, в Якутии, как вы все знаете, да, в каждом населенном пункте есть микрорайоны, мы их называем тюльпе, чтобы их повысить, как сказать, вот на одну ступеньку выше, мы их зарегистрировали вот в администрации ТОС, согласно вот федерального закона 131. Сейчас по всему Якутии идет такая работа, и уже развитые ТОС, они регистрируются вот юридически в Министерстве юстиции. В нашем селе Бердистях всего 12 ТОС, раньше было 7, потом мы с конца 2020 года, согласно вот закону, уделили большое внимание на развитие ТОС и заново вот просмотрели границы ТОС, и потом были разделены вот на 12 ТОС. Из них сейчас 6 ТОС зарегистрированы юридически. Для создания вот ТОСов мы привлекли депутатов, во-первых, они в своих округах встретились со своими жителями и вот, ну, скорее, они создали. Вот перед вами структура вот организации ТОС.
Там вы видите АМПКИС, скорее удивляетесь, что это такое, да. У нас есть подведомственное учреждение, агентство по молодежной культуре и спорту. Там в этом учреждении мы предусмотрели штат специалиста по работе с ТОСами и общественными организациями. И она, вот специалист, посредственно работает с председателями. Угу. Дальше. Вот какие меры поддержки вот у нас есть. Вот согласно муниципальной программы, которые мы утвердили в 2021 году и работает до 2026 года. Вот основные виды – это мы предоставляем субсидию из бюджета МО на своевременную сдачу отчетности ТОС. Как вы видите, вот субсидии мы выдаем на конкурсной основе. И предприниматель, который наши председатели заключают договор, в течение года предоставляет все бухгалтерские отчеты. Поэтому у наших ТОСов уже нет налоговых задолженностей, у них нет вот проблемы с этим. Дальше мы проводим годовой комплексное соревнование вот среди ТОС, где общий призовой фонд выделяем из бюджета 1 200 000 рублей. Дальше мы помогаем и консультируем, обеспечиваем, как сказать, да, содействуем в участии в грантовых конкурсах наших ТОСов. Мы проводим мозговые штурмы, индивидуально консультируем при оформлении заявки. Также вот помогаем в реализации проекта, помогаем в привлечении вот партнеров и также вот предоставлении отчетности. И одним из мер у нас повышение компетенции председателей ТОС, так как мы организовываем выезды по обмену опытом, организовываем форум, и они участвуют вот на различных семинарах. Дальше идем. Вот, как и сказала, вот проводим конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление Бердянского наследия», где вот в течение года вот у нас 12 критериев, и по каждым мероприятиям ставим баллы. И в конце года все баллы суммируем, и в новогодний выходной мы награждаем лучших ТОС. Раньше вот 1 200 000 распределили так, вот за первое место 500 000 рублей дали, за второе 300, а потом 2 года так стимулировали, рассматривали, потом в этом году изменили положение. Вот основными критериями это, если мы раньше вот 2 года проводили в основном у нас сельскохозяйственный район. Тут у нас так тепло, что открыли окно, и все слышно, да? Если мы раньше проводили конкурсы среди ТОС, у нас есть подведомственные учреждения, они проводили конкурсы, то в этом году мы положение изменили, и сейчас наши ТОСы уже организовывают мероприятия на своей территории. Они сплачивают своих жителей. Вот также вот мероприятие входит организация субботников, обязательно весной и осенью. У нас у каждого ТОС есть мини-скверы, которые они сами построили. Они вот летний период там занимаются озеленением, а в Новый год вот оформлением, новогоднее оформление вот у них. И обязательно вот у нас критерии есть вот информационная открытость. Они должны вот постоянно, систематически вот телеграм-канал или ВКонтакте вот в своих соцсетях выложить весь каждый шаг, да, и вот и должны вот работать со СМИ.
Дальше вот и участие в грантовых конкурсах тоже дает баллы. Дальше. Вот те средства, которые они получили, да, как денежные премии, по соглашению они должны идти только на благоустройство территории ТОС. Вот за 2 года вот какие работы были сделаны, все там видно вам. Они решают проблему дороги, они уличного освещения даже, вот устанавливают адресные таблички, вот скверы обустраивают, ну, любые вот мероприятия, которые они сами решают, вот жители. Дальше. Вот насчет организации выездов. Мы 2 года вот в Мегино-Кангаласском и Черепчинском улусе были, там обменялись их опытом, они очень хорошо работают. Потом сейчас мы уже сами свою работу, лучшие практики рассказываем. Были в Намском улусе, вот позавчера буквально вот в Кангаласском улусе были. Также к нам приезжают из других улусов, вот из регионов даже, вот фотографии, где Михаил Юрьевич, вот наша опытная председатель вот ТОС Любовь Иевна рассказывает, делится своим опытом. Дальше идем. Ага. Также мы в этом году выезжали на слега вот своего района, именно свои, вот, чтоб повысить их работу, да. Также нас приглашали на гражданском форуме, выступали, встречались вот с секретарем Совета при президенте Российской Федерации. Ага, дальше идем. В прошлом году мы выезжали в Республике Бурятия, где они являются лидером ТОС. У них больше 2 ТОС зарегистрировано в администрации. Ага, у них есть закон о поддержке ТОС. Ага, дальше идите. Вот. Оказывается, они уже решили проблемы вот строительства детских спортивных площадок. Они уже строят вот церкви, юрты, вот датсаны. Ну, мы у них были, и у нас загорелись глаза, и сейчас внедряем их опыт. Дальше идем. Ага, и в 2021 году, когда мы только вот создали ТОС, сразу провели республиканский форум, где приняли участие 108 человек, и потом передали эстафету Мегино-Кангаласскому улусе. Дальше идем. Там присутствовало 298 человек. Тут уже приняли участие вот из Министерства молодежи, Общественной палаты, Совета муниципального образования и решили провести 3-й форум уже в Амгинском улусе. В будущем году, в июле, в Амгинском улусе. Там такая красивая природа. Приглашаем вас, кстати. Дальше идем. Насчет вот грантовой политики. Наши ТОС, вот зарегистрированные, они активно принимают участие. Вот 3 года вот получили грант главы республики. И в этом году вот целых 3 ТОСа вот получили грант из фонда президентских грантов. И всего вот почти вот оказалась сумма гранта 6 миллионов рублей. Это в основном на обустройство детских и спортивных площадок. Дальше. У нас с прошлого года проводится конкурс на грант главы Якутии на развитие ТОС. По 3 этапам. Сперва проводится конкурс среди районов, потом победители
районы проводят конкурсы среди своих муниципальных образований, потом победители вот на Селега, они проводят конкурс среди своих ТОС. Вот Горный Улус занял, уже 2 года занимает 1 место, и мы в Бердистях тоже 2 года уже занимаем 1 места. И вот 80-70 рублей, которые получили, 870. распределили, и 870 тысяч рублей мы распределили по таким проектам. Это вот проекты в основном вот культурного, спортивного характера. Патриотика тоже. Патриотика тоже есть, ага. Дальше. В этом году мы получили 960 тысяч рублей и вот распределили на 7 ТОСов. Тут как сказать, правление вот ассоциации ТОС по заявкам наших ТОС вот написали официальное письмо Министерства молодежи, и они включили направление благоустройства. Вот поэтому в этом году в основном проекты были по благоустройству. Ну и есть вот на тему вот спорта. Ага. Вот, например, ТОС Сергелях, да, проект установка мусорных шкафов под ТБО. Они хотят мусорную площадку ТКО вот, установить заново, потому что вот не стоит не в том месте и не тот вид. Вот, сейчас реализовывает проект. Они вот улучшают свою территорию. Дальше. Вот, например, да, какие проекты реализовываются. Вот недавно, на прошлой неделе ТОС-ЭБ реализовал проект вот шашечный баттл. А вот на своей территории вот детской площадки она вот установила такое шашечное поле и провела соревнования среди детей. Очень было интересное. Вот ТОС «Мелиоратор», они совместно вот с детским садом, который находится на их территории, построили теплицу, и в этом году вот вырастили огурцы, и эти огурцы они передали семьям участников СВО, уже благотворительная деятельность. Дальше идем. Ага, реализованные проекты. Сейчас ТОС-ЭБ, у нее уже есть детская площадка, уже построенная на средства гранта УЛУС, гранта вот главы нашего УЛУСа, также на средства гранта главы Якутии. А сейчас она уже расширила площадку и строит спортивную площадку, футбольное поле. ТОС Сарданга, в прошлом году она получила грант главы Якутии 1 миллион рублей и установила беговую дорожку. А сейчас, вот где картинка до и после, она уже в этом году за счет гранта, фонда президентских грантов, она получила 1 338 000. На эти средства установила вот новый искусственный газон. А ТОС Юрдель, раньше у нее уже построена площадка по программе ППМИ, вот инициативное бюджетирование, да, вот поле, газон была изношена, и она тоже вот по проекту установила покрытие, универсальное покрытие, которое можно зимой использовать. Вот гости из Челябинска, вот они смотрели, да, вот своими глазами. Дальше. Вот мини-скверы, которые я упомянула, вот эти скверы построили наши ТОС своими силами.
Они скидывались, привлекали спонсоров, индивидуальных предпринимателей, проводили много субботников. И сейчас летний период они вот сами ухаживают, вот сами сажают цветы, сами же ухаживают, наводят красоту. А в новогоднее время вот ставят елочки, и тоже вот красота. А с нашей стороны мы подключили вот уличное освещение. Все расходы вот уличного за наш счет, за счет администрации идет. Дальше. Ага, ну, у меня вот основная вот тема все. Вот, и упомянулось вот про инициативное бюджетирование, да, программа поддержки местных инициатив. Тут тоже мы привлекаем своих ТОС, когда вот собираем предложения, они предлагают, потом при голосовании они собирают своих жителей. Поэтому активность жителей повысилась, чем раньше. Ага. И насчет вот хотела, вот была тема, да, вовлечения молодежи в проектную деятельность. Вот на эту тему хотели бы нашу практику, да. Мы уже 2 года проводим деловую игру среди нашей молодежи. В прошлом году среди ТОС было, в этом году вот, любые команды приняли участие. И когда вот проводим деловую игру, тут разрабатываются проекты, вот мы выявляем идеи молодежи. И в прошлом году 1-е место заняло проект «Фестиваль Кумыса», и этот проект мы как оформили заявку и приняли участие в конкурсе президентского фонда культурных инициатив, получили грант и в этом году реализовывали этот проект. Сейчас еще есть проекты, мы хотим участвовать вот в различных вот конкурсах. Ну, это планируем. Ну, пока у меня все. Может, вопросы есть? Да, коллеги, спасибо. Тоже хочется вас уточнить. Вот я правильно понимаю, что ассоциация ваша является ну, региональным грантооператором, как бы? То есть и ТОСы у вас в статусе юридического лица? У нас ассоциация как бы общественная. Нет, Вот я понял. Вы имеете, я вот правильно понял, что вам из регионального или там из местного бюджета выделили денежные средства, которые вы потом далее распределили, или нет? Как администрация? Нет, как администрация? Нет, мы распределили средства, которые вот региональный оператор у нас Министерство молодежи, да? Ага, они проводят конкурс с прошлого года среди районов. Ага, потом районы распределяют среди своим наследям, потом на 3-м этапе победители вот наслега, они уже распределяют своим ТОСам. То есть ассоциация здесь только выступает как ну, методист, да, и помощник в написании конкурсных материалов. А вообще ТОСы у вас в статусе юридического лица? Сколько их? Много, немного? У нас в Селебедистях целых 6. А по Якутии около 40 ТОСов, юридически да, зарегистрированных ТОСов. А вот из практики вот развития как раз и ТОСов в статусе юридического лица, а что стало мотивацией, да, для того, чтобы люди стали вот регистрировать юрлица? Это участие в грантовых конкурсах. Привлечение внебюджетных средств. Сейчас они активно участвуют в конкурсе фонда президентских грантов и других операторов. А вы им на этапе становления какую-то поддержку оказывали? Конечно. Мы индивидуально работаем со своими ТОСами, также помогаем ТОСам других улусов.
Ну вот бухгалтерскую, я так понимаю, что бухгалтерскую отчетность вы даете им, помогаете, да? Ага, мы на конкурсной основе, у нас есть положение, Мгм. которые вот согласованы с прокуратурой, да? Ага, вот на основании положения проводим конкурс, но сейчас обязательно должно быть на конкурсной основе, и по итогам конкурса мы выделяем субсидии. Потом эти средства, вот ТОСы на основании договора перечисляют индивидуальному предпринимателю. И предприниматель в течение года сдает все отчетности. Мгм. И вот еще у меня такой вопрос к вам. А вот средства массовой информации вашего региона, да, республиканские, они как-то освещают деятельность ТОСов? И если как, то там, сколько Ага, по времени это идет, какие передачи, какой формат это? ага, в основном у нас на примере Бердистяхи, да, есть филиал вот НВК Саха республиканского. Они вот снимают и всегда показывают вот на республиканском канале. Также у нас есть общественные корреспонденты, которые заключают договор. Вот, например, Вести 24 есть, да? Вот у одного корреспондента уже есть договор, поэтому все наши работы освещает там. Также мы корреспондентами, вот есть у нас газета Саха-Сире, это республиканская газета. Ага, вот мы знакомы с ними, вот им тоже отправляем. Приглашают на Ага. телевидение. Также приглашают на телевидение, вот на выступления вот на радио. И еще мы вот общенациональной ассоциации ТОС. В этом году были в Москве на общем собрании и вступили члены в ТОС. Ага, и направляем информацию к ним. И они освещают на своем сайте. Ну, я вот хотел, знаете, уточнить еще вопрос. То есть вы как-то со СМИ сами все-таки взаимодействуете или прямо вот есть ну, какие-то там руководители, да, региона, либо муниципалитетов, которые дают указания местным СМИ, чтобы они непосредственно... Мы в основном пока сами работаем. Сами. Ага. Понял. Прямо с ними договариваемся и направляем информацию. Спасибо. Евгения Михайловна, еще вот очень прям вот когда были, да, на стажировке, вот внимание именно вот это вот брендирование, да, когда вот эти парки делают ТОСы самостоятельно, ну, это вообще так здорово, что у каждого ТОСа, да, когда ты заезжаешь, вот какой-то есть свой бренд, да, и как раз в виде блокнотиков, да, то есть нам тоже их раздавали, когда мы были на стажировке. И вот как именно, что вот именно бренд, это сами или это вот систематическое то, что идет у вас? И само именно взаимодействие председателей между собой. Вот сейчас мы тоже сделали, да, чат, чтобы какие-то вот эти практики, да, может быть, мы начали с друг другом меняться, потому что даже вот находясь в одном городе, да, мы не всегда знаем, чем ТОС и какой чем занимается, да, а когда мы начинаем общаться, мы понимаем, что кто-то именно помогает для СВО, кто-то у нас идут общественный порядок с казаками, кто-то у нас очень, вот как у нас поселок Береговой, это водоохранная зона, да, то есть они в экологии очень сильно погружены. Также с беженцами все работают. Как вот у вас выстроено вот это взаимоотношение, обмен опытом между самими ТОСовцами, обмен практик? Вот насчет единого стиля, да, у нас введен дизайн-код вот 2020 года, который первым в России, да, разработали у нас это управление архитектуры республики.
И сейчас все постройки, включая вот урны, скамейки, они все в едином стиле. Вот вывески тоже. Нам дали целый пакет рекомендаций, какого цвета должно быть, какого вот красного не должно, как бы, да, примерно какие это варианты, различные варианты нам дали. И мы вот своим предпринимателям, вот ТОСам, вот эти Исходя из рекомендаций. строят вот исходя из этих рекомендаций. Насчет обмена, вот как и говорила, вот наши ТОСовцы сейчас уже, как сказать, как председатели вот ТОС, они сами как сообщество, да, уже делятся своим опытом. Мы уже выезжаем в другие на слега, в другие районы, рассказываем свой опыт, чтобы они вышли тоже на уровень, да, вот развития, как сказать. Будем совместно делиться практиками, как раз и очень гончарная мастерская у вас интересная, и поэтому думаем, что где-то и вы с нами поделитесь, и мы, конечно, наши челябинские ТОСы будем делиться практикой. Вот Маяна добавит. День добрый, дорогие единомышленники. Очень приятно вас всех видеть, слышать. Очень интересно же, когда вот есть по ту сторону экрана, скажем, люди, которые неравнодушны ко всему, что происходит рядом с нами. Вот. Я нынче приняла участие в финале вот, Дальневосточной премии «Неравнодушный гражданин». Нас с Якутии было представителей 7 человек по разным номинациям. И я прошла как руководитель некоммерческого сектора по культуре. И было очень приятно, конечно, видеть, когда ездишь, когда общаешься, очень много интересного находишь, друзьями обзаводишься, да, и, значит, планирование уже идет совсем на другом уровне, поэтому я вам рекомендую почаще ездить, почаще общаться, приглашайте, мы выедем, и вы к нам тоже приезжайте, те, которые не были у нас, да. Наш президент Айсен Сергеевич Николаев вот совсем недавно приезжал к нам именно встречаться с грантовиками, с теми, которые занимаются именно вот этой деятельностью, да, общественной работой, некоммерческим сектором и так далее. Он очень удивился и был рад тому, что мы являемся, ну, впереди планеты всей, скажем, Якутии, так как мы внедряем вот это все действие на опыте, улучшаем жизнь людей, привлекаем от мала до велика, скажем так, да. Если остановиться вот на частном опыте, ну, я являюсь активистом своего ТОСа, актив у нас из 8 человек, организовываем все мероприятия, участвуем, никогда не остаемся в стороне, мы все внедряем, привлекаем. Вы приезжали к нам, вот видели, что у нас, ну, внутри здания мастерских хорошее, да, вот именно изготовление изделий на гончарном круге и так далее, и так далее. А нынче мы вот этим летом общими усилиями, как патриоты своего села, облагородили, мы его расписали, граффити в виде, да, вот с идейной тематикой любви к своему родному дому, так скажем, да, земле своей. И, значит, здесь принимали участие жители Бердигистяха, приезжали уроженцы нашего села с других регионов, городов, и помогали нам в этом деле. И поэтому у нас получилось очень хорошее здание, которое находится на территории, значит, ТОСа ЭЕ. Вот. Это большая работа произведена без единой копейки за счет умельцев, те, которые занимаются у нас как бы мастерских. Вот. Это у нас как бы победа.
А то, что касается обмена опытом, мы очень часто ездим по городам и весям, приглашают нас другие улусы по обмену опытом, как мы работаем, как мы взаимодействуем с населением, как мы привлекаем. Насчет привлечения могу сказать следующее, что если человек горит, и вокруг себя зажигает огоньки. И тогда получается очень светло, ярко, красочно, и жить становится легче и лучше. Вот так могу вкратце Спасибо сказать. большое коллегам, которые каждый раз откликаются, обязательно выступают, принимают участие. Здорово. Ну, они доказали, что хронические победители соревнований грантовых конкурсов муниципального, регионального, федеральных уровней. Сегодня родилось новое слово «грантовики». Я его себе записала, будем использовать. И действительно хочу сказать, для тех, кто не был в горном районе, это очень комфортное место, да. Михаил Юрьевич 2 года назад во время летнего марафона сказал: я хочу здесь жить. И действительно людям, которые посещают, которые живут, мне кажется, очень комфортно. Они могут и самореализоваться, проявить себя. Вот этот дизайн-код, у нас сейчас повсюду идет вот эта история, мастер-план города Якутска, Нерюнгри, Мирного, а у горного района мастер-план был уже много лет назад. Они уже давно живут по своему плану, видят свет в конце тоннеля, это очень здорово. И я хочу поблагодарить, да, вас, коллеги, за теплый прием, за то, что вы делаете. И бизнеса крупного на территории горного района нет. У нас 36 муниципальных районов. И есть те районы, где кому повезло, есть алмазы, золото, уголь, нефть и так далее. А в горном районе самый главный ресурс – это люди. И вы доказываете это своими делами. Я Спасибо. думаю, что еще горный луз не отстанет в стороне, ведь у нас идет конкурс еще среди районов, где находятся филиалы Алмаз-Эргенбанка, на мини-проекты до 100 тысяч рублей. Социальные предприниматели, некоммерческие организации могут участвовать в этом конкурсе. Поэтому вот так вот у нас идет работа, да. Ну, сегодня мы очень много раз говорили про Амгинский улус, что это красивая природа, уникальное хранилище чистой воды, река Амга. И действительно сегодня к нам в нашем телемосте Хангаласского улуса, горного улуса Якутии, Челябинской области, сегодня к нам подключается ТОС. Действительно, тоже грантовик. Мы поняли, да, что действительно они в этом году привлекли очень хороший, уникальный грант на уникальный проект, которым они хотят поделиться. ТОС Покровка. Сегодня у нас прям 2 одинаковые названия ТОСа. ТОС Новая Покровка, Амгинский улус. Ольга Валерьевна Петрова, председатель ТОСа. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте всем участникам телемоста. Очень приятно всех видеть. Так, ну, зовут меня Петрова Ольга Валерьевна. Я являюсь председателем ТОС «Новая Покровка» в Амгинском районе, в селе Покровка. ТОС наш создан в феврале 2021 года. В майском наследии проживает у нас 561 житель. В феврале 2021 года собрали подписи односельчан, провели собрание, выбрали 7 членов ТОС и председателя. Территория села у нас полностью входит в границы ТОС «Новая Покровка». Можно следующий слайд, да? Вот у нас собрание прошло. Ну и в июле у нас организация стала юрлицом. Проблемы в нашем селе – это ветхие здания, несущие угрозу не только для детей, но и вообще пожарной безопасности. Также у нас нет территории для проведения активного и творческого досуга для жителей ТОС. Например, в центре села стоит здание, вот вы видите на экране, старый магазин, в самом центре села. Также в центре села стояло здание старой столовой, которое в июле 2021 года мы с жителями села успешно разобрали. Слайд. После окончания работы появились идеи построить многофункциональную спортивно-игровую площадку для всех
жителей ТОС в одном месте. А для того, чтобы ее построить и на будущие работы, нам требовались инструменты, и нам захотелось создать Новопокровский ремесленный дом. В ноябре 2021 года написали проект на многофункциональную спортивно-игровую площадку. Поучаствовали в ППМИ Республики Саха-Якутия на 2022 год, выиграли конкурс и закупили на 1,5 миллиона тренажеры и игровой комплекс. Населением собрали 350 тысяч на доставку оборудования. От администрации села нам помощь была 300 тысяч рублей на работы, связанные с игровым полем. Но строительство поля пока идет в процессе еще. В мае 2022 года выиграли грант главы Якутии на проект Новопокровский ремесленный дом на сумму 1 миллион 564 тысячи рублей. Планировали отремонтировать здание магазина, который вы видели ранее под этот проект, но с ним проблема, оно находится под арестом, собственник банкрот. Вот получили мы финансовые средства, значит, закупили профессиональные качественные инструменты для длительной эксплуатации, станки и инструмент, ручной инструмент, 40 наименований. Ну вот, с помощью инструментов мы собрали детский игровой комплекс и тренажеры. За лето 2022 года построили беседку и домик на детской площадке, установили детский игровой комплекс, тренажеры и качели. Также всеми инструментами активно пользуются желающие жители ТОС для облагораживания своих частных территорий, домов, бань и изготовления мебели. Летом мужчины занимались прокладкой водопроводной трубы через дорогу в детский сад. Вот сегодня как раз и завтра у нас пройдут мастер-классы в нашем таком ремесленном доме небольшом для всех желающих жителей ТОС. На них мы изготовим скамейки и цветники на площадку. Ну, планов и идей в будущем у нас еще много. Вот так коротенько. Благодарю за внимание. Спасибо. Молодцы. И здорово, что оборудование, которое вы приобрели, оно в открытом доступе и могут пользоваться жители. У нас же небольшие, да, все-таки поселения, территории, в основном они малые, и это только во благо. То есть это не только картинка, это тепло. Не каждый может себе позволить купить эти инструменты, такие дорогостоящие, профессиональные. Поэтому это только в плюс. И как бы у нас задействовано много мужчин, мужчины проявляют свои творческие таланты. Это очень хорошо. Это здорово. вообще, Тема как у вас- такая, вовлечение мужчин в активность, потому что когда мы видим гражданские форумы, когда мы видим различные слеты и конференции, 70-80% это женщины, да, потому что социальные проекты это через сердце, через душу, очень много про трудную жизненную ситуацию, про поддержку мы говорим. Наше женское материнское сердце, оно не остается равнодушным. А вот вовлечение мужчин – это тоже технология с помощью вот этого оборудования и задач, которые вы вместе определили, и ради будущих поколений получается вот интересная история у вас. Да. Вопрос, Вот. Наталья. Вопрос, да, как ППМИ у вас расшифровывается? Это что-то, это как инициативное бюджетирование тоже, или это что-то другое у вас? Проект поддержки местных инициатив, где вот, допустим, маленькие поселения могут получить один раз в год, вот, написав проект и выиграв на него 1,5 миллиона рублей. Сейчас уже повысили до 2 миллионов рублей. А из чего оно финансируется? Инициативное бюджетирование, Наталья, это Министерство финансов Республики Саха-Якутия. Раньше это было софинансирование банка, Всемирный банк, да, развития. Сейчас это из бюджета республики. И, конечно, это не только проекты. Самое главное, чтобы это принять решение, да, проголосовать, потому что проектов бывает много. Это благоустройство, газификация, освещение, ремонты, проекты, строительство новых домов, проектно-сметной документации. И кроме того, вот дети у нас и молодежь могут принять участие своими проектами.
А средства там, получается, лично получаете, да, и отчитываетесь уже по чекам, правильно? Не через администрацию. Это всё поступает. Это через администрацию. В маленьких населенных пунктах ТОСы не имеют права участвовать в Не, ну, ППМИ. Как бы, и мы свой проект написали и подали его через администрацию. нет, Ну, а вот у вы, нас, по допустим, крайней мере, заказали оборудование, да, кто оплачивает его? На Вот ваш счет посредством- приходят средства, Нет, на счет администрации. и они уже оплачивают, и чеки, то есть предоставлены, уже сами. Понятно. Так, Антонина Ну, Петровна хочет что-то задать, вопрос. Да? Нет? Микрофон включили. Добрый день. Да, еще Наталья, по-моему, да, вопрос? ну, у нас выключила, да, себя. У нас идет распределение средств, то есть вот, когда именно выигрывает инициативный проект по компетенции, то есть в зависимости от того, кто обслуживает эту территорию. Допустим, как у нас было, когда мы заявлялись инициативная группа от физических лиц, и это была дворовая территория, деньги уходили на управляющую компанию. Если, допустим, это какие-то дорожные работы, да, то там идет комитет дорожного хозяйства или же как раз администрация, то есть в чьей компетенции решение вот этих вопросов. Но у нас, по крайней мере, ТОСы, даже не юридический, а просто ТОС, он может заявиться тоже в инициативный проект, по инициативному бюджетированию, но распределение пойдет именно по компетенции, то есть кто за это будет отвечать распорядителем, главным распорядителем средств. Но у нас отвечает администрация за финансовые средства. Понятно. У нас тоже отвечает администрация, просто через конкурсные процедуры проходит администрация, она выставляет на торги это все и так реализуется. Ну, все то же самое, в принципе, у вас, только у нас сейчас свернули вот эту региональную программу, и все у нас едино, да, это федеральная программа «Комфортная городская среда» и инициативное бюджетирование. Так, хорошо, коллеги, ну что, будем продолжать. Мы вообще-то уже тайм-менеджмент давно вышли за рамки, но у нас осталось, спасибо большое, Ольга Валерьевна, за ваш опыт. Очень впечатлены, молодцы. Хотим к вам в гости приехать и посмотреть. Спасибо. И к нам приезжайте в единый ресурсный центр, если есть какие-то запросы к нам. И вот, наверное, последнюю практику, которую я бы хотела сейчас представить, как раз Антонины Петровны Сивцевой, которая здесь присутствует, у нас наш давний друг, это про партнерство. И, наверное, вот это направление не было озвучено здесь. Единственное, что, о чем говорил у нас руководитель, да, учредитель организации «Феникс», это поддержка людей с инвалидностью. Но вот такая инициатива без, вот это пример такой, он интересный, он без ТОС, без НКО, хотя мы планировали, что он будет создан, но силами местных жителей, администрации и в партнерстве. А в 2018 году, вроде бы это далекий год такой, было принято решение, что Мадуцкий наслег Намского улуса необходимо сделать и вот просто город солнца Кампанеллы. Да, что-то такая территория, депрессивная, назвал ее председатель правительства республики, и давайте будем что-то делать. И мы придумали такую проектную инициативу улучшения качества жизни населения, но самое главное, что началось все с того, что Министерство труда и соцразвития вместе с фондом «Семья для ребенка», генеральным директором являюсь я, это наша первая организация некоммерческая, которой 10 лет, мы провели исследование именно домохозяйств, которые находятся в трудной жизненной ситуации, которые находятся в социально опасном положении, которые зарегистрированы в управлении соцзащиты Намского улуса и получают различного рода выплаты, пособия и так далее. Но еще, кроме того, что мы определили, что таких в наследии 40 домохозяйств, мы видели отсутствие спортзала, дома общественности, музеи, старые заброшенные здания, благоустройство просто отсутствовало как категория, безработица, ну, НКО
ТОСов не было, и я хочу сказать, что они не появились, а вот там и не нужно. Отсутствие волонтеров-наставников, низкий уровень активности, депрессивное состояние, зашкаливал у нас алкоголизм, в том числе среди молодежи, и низкий уровень воспитательских компетенций у семьи, у молодых семей особенно. И было принято решение, это такое партнерство, заключили соглашение между администрацией Мадутского наследия, Фонд «Семья для ребенка», Министерство труда, соцразвития, решили начать мощную перезагрузку именно сообществ. И для этого мы разработали технологию, она опробирована уже еще в 3 муниципальных районах, уже назвали ее «Социальное сопровождение семей, нуждающихся в социальной поддержке». Мы готовили волонтеров-наставников, проводили семинары по проектированию в мощной межвед на уровне органов профилактики, провели школу, это было на протяжении 2 лет, вот прямо сопровождение, школа ответственного родительства и наставничество по помощи сосед соседу, так скажем. Было определено кураторство семей руководителями учреждений всего Намского района. Грубо говоря, семья, домохозяйство Ивановых под кураторство берет руководитель управления здравоохранения, потому что это люди с инвалидностью, стоят на учетах, получают выплаты и так далее. А опекунская семья Петровых, кураторство берут органы опеки на себя и так далее. Это было прямо в приказном порядке, так скажем, от главы района на тот момент. Было очень много разных мероприятий, тренингов и так далее. Мы ориентировались именно на развитие человеческих ресурсов. Работали, вот в школах лежат люди, это такой тренинг по развитию человеческих ресурсов, по активизации, поверить в себя, мотивация, продвижение своих идей, не бояться, помогать друг другу. Нам вначале не верили, нас воспринимали как некую комиссию, которая приехала и что-то от них хочет. Вот есть деревянная, кстати, постройка, заседание идет, Антонина Петровна стоит, и это балаган, национальное якутское жилище, жители местными своими усилиями в технологии краундфандинг построили, и мы рассказывали о том, что, надо просыпаться, нужно что-то сделать. В результате нашей 2-летней работы мы проводим исследования и понимаем, что осталось-то 20 домохозяйств, которые находятся в ТЖС и в СОП, то есть трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. Безработные у нас устраивались на работу, открывались индивидуальные предприниматели, создавали свое дело. Новый детский сад появился, где трудоустроены были в том числе безработные наши женщины. Понятно, что это была планомерная работа, до того она велась администрацией района, но все так совпало, что пошло очень мощное движение, то есть вдохнули жизнь. Вера в себя. Да, вера в себя, мотивация, очень мощное сообщество, и пошло-поехало. Отреставрирован старый сельский клуб, построен национальный объект «Балаган» для проведения общественных мероприятий, перестроено, отремонтировано заброшенное строение под культурно-спортивный центр. Приехали поляки, там был ссыльный поляк, врач, велись переговоры про открытие музея под открытым небом. Функционируют до сих пор волонтерские тимуровские отряды. Да? Активизация общины старейшин женсовета, клуб охотников и рыболовов у нас. Мужчины объединяются в такие сообщества. Вот вы видите, что даже если строился детский сад, очень быстро местные жители прибирали территорию, облагораживали и так далее. Спортзал появился в заброшенном таком ангаре, полусфера, и определили места дополнительные для того, чтобы были тренера и так далее.
Ну, сами жители сделали очень много, и за несколько лет было принято очень многих конкурсах участия и победы. Еще раз говорю, НКО нет, но вот ППМИ, инициативное бюджетирование, комплексные спортивные площадки, проектно-сметные документации, уже построены этот новый квартал, благоустройство сельских территорий, памятники совместно с Алмаз-Эргенбанком, строительство нового квартала, включены строительство школы на 150 мест, внесен один проект для участия в конкурсе общереспубликанское движение добрых дел, предоставление субсидий из дорожного фонда и дорога построена, освещение проведено, сельские территории, это агрокомплексы, победитель конкурсного отбора предоставления гранта сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянское хозяйство и так далее. Ну что я хочу сказать, город солнца, может быть, не появился, но то, что жители проснулись, активное участие, посмотрите, привлечение большого количества средств, застройки, трудоустройства и так далее. И это вот благодаря той технологии, которую мы разработали в партнерстве, апробировали, внедрили. И сейчас, если честно, вот просто хочется съездить посмотреть, а так никаких СОС, караул и так далее, никаких запросов уже нет. А раньше было именно так. Поэтому вот тоже один из способов, я думаю, ТОСы тоже могут взять на себя поддержку людей, которые нуждаются в помощи. Как оказалось, не только государство, но взаимопомощь, она тоже приводит к тому, что изменения глобальные могут быть проведены. Да? Вот такой опыт. У нас есть еще... Ну и что, будем завершать, и в завершении вот то, о чем мы говорили, кто что хочет сказать, открытый микрофон, машите, говорите, пишите в чат. Я смотрю, здесь была переписка, и благодарю, Алексей Вячеславович, вы отвечали на вопросы параллельно. Спасибо, действительно, велась, он и в чате тоже велся диалог. Кто что хочет сказать. Нам бы очень хотелось услышать наших участников Обратную проекта и еще выездной стажировки. Нам бы хотелось действительно услышать отзывы, всех, кто что хочет берете, сказать. и ждите, мы обязательно совсем скоро выйдем к вам еще по телефону, по электронной почте, будем собирать, уже начинаем собирать на сборник материалы. У нас планируется выпуск межрегионального сборника лучших практик, проектов, технологий, то, о чем мы говорили в течение вот всего с начала года и во время выездной стажировки, и на наших онлайн-площадках. Да, все это делается для того, чтобы действительно мы еще это все имели на руках. Пожалуйста, коллеги. Ну, наверное, я тоже скажу. Конечно же, огромное спасибо вам, коллеги, за организацию такого проекта. Нам очень приятно познакомиться с нашими коллегами из Республики Якутия. Наталья Викторовна была у вас, нам много рассказывала, ну и другие коллеги, конечно же, в составе делегации были, они сегодня тоже, вижу, присутствуют. Будем рады вас увидеть и принять, как говорится, на нашей южноуральской земле. Считаю, что такие проекты, такие семинары, вебинары, их необходимо проводить и проводить системно. Ну и стажировка, конечно, это очень важно, как, наверное, и для ваших тосовцев, так и для наших тосовцев. Поэтому давайте продолжать дружить регионами. Еще раз всем спасибо и со всеми рад познакомиться. Спасибо, Алексей. Вы наш активный, бессменный участник всех наших площадок. Мы как в Челябинске познакомились, так и продолжаем сотрудничество. Здорово, что все не зря. И мне кажется, вот это доказывает, что
Ну, сколько у нас грант? 1 500 000, по-моему, да, составил в Да, общей сложности. А в итоге, ну, мы еще послевкусие результаты мы еще будем подводить, когда вот тиражирование лучших практик уже пойдет, да, и у нас как продукт выйдет вот атлас новых наших апробированных практик и технологий, но я думаю, что вот это точно классное и целевое и очень актуальное вложение средств получается из бюджета Челябинской области для того, чтобы пошло движение навстречу друг другу Дальний Восток и Урал. Вообще превосходная да, спасибо история. губернатору Челябинской области, что действительно предоставляет возможность другим некоммерческим организациям в других регионах повлиять на ситуацию, историю вашего региона. Это очень здорово. Управление общественных связей правительства Челябинской области тоже, да, хочется отметить. И, ну и, конечно, наши друзья, Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Мы вас очень любим, ценим. И вот этого бы всего не случилось, если бы не вот дружба, партнерские связи. Есть у кого что сказать, или все настолько устали, выдохлись и... Мы больше 2,5 часа сидим. Спасибо, отличное мероприятие, есть что взять на вооружение у активных граждан и наших земляков, и челябинцев пишут. Много нужной интересной информации. Ну, коллеги, что? Ну, я хочу только... Здравствуйте еще раз. Спасибо большое. Да, все 2,5 часа с вами. Тут даже интернет вываливался, но все равно я с вами. На самом деле вся эта поездка была прекрасно, замечательная. Вот это взаимодействие с малыми территориями – это хороший такой толчок для нас, для развития. Поэтому вот хотелось бы побольше таких мероприятий, да, то есть и вот напрямую какие-то, наверное, все-таки прямые какие-то связи, контакты, да, с заинтересованными лицами, чтобы мы могли уже просто 1 на 1 пообщаться, поговорить. Потому что я вот везде хожу, всем рассказываю, где мы были, какой есть опыт у вас чудесный, всегда расскажи еще, а покажи, а какие законы, а что вы делали, да, давайте еще. Поэтому вот прям большое спасибо, и да, послевкусие оно всегда будет, и вы большие молодцы. Ждем к нам. Спасибо, Наталья. Мы хотим уже к вам, да. Тоже командой 18 человек. Где-то Наталья Завьялова. Запишите в протокол, пожалуйста. Передайте Михаилу Юрьевичу, что только 18, не меньше. Хочется еще сказать, что не только мы съездили на стажировку, да, и познакомились с коллегами из Якутии, но еще мы и между собой новые знакомства обрели, новых друзей, новые идеи, которые как раз тоже будут воплощаться в Челябинской области. И очень надеемся, что у нас будут какие-то уже и совместные проекты с Якутией, чтобы дальше мы начинали развиваться. И вот если изначально было, что Якутия это как-то далеко, это холодно, да, там в шубах или еще что-то, но после прилета в Якутию мы поняли, что это настолько тепло, это настолько отзывчивые люди с открытыми сердцами, и огромная благодарность за ваш прием, вот все, где мы были в улусах, и хотим, чтобы вы тоже к нам приезжали, конечно, в гости, и мы с вами тоже делились своими практиками. Значит, обряд Алгыс мы проведем уже на территории Челябинской области. Да. Алгыс – это благословение. Без этого у нас уже коллеги из Челябинской области поняли, что без оладушек, без кормления огня и без благословения мы ничего не делаем. Не трогаемся в путь, ни проект не начинаем. И я уже не помню, кто говорил, но когда мы уже закрывали стажировку и выезжали с Горного Улуса, кто-то сказал, что мы абсолютно уезжаем уже патриотами. Настолько, оказывается, вы признаетесь в любви к своей земле, кормите, постоянно признаетесь в любви за то, что она есть, за то, что мы есть на этой территории. Поэтому это, наверное, один из тоже качественных результатов проекта.
Ну что, коллеги, подводим итог да, нашего проекта. Мы будем продолжать точно. Мы к вам будем приставать, дайте практику по Домашними какой-то форме. заданиями. Домашнее задание, должок, знает, у кого еще должок остался. Но мы поняли, что вот эта дружба, взаимодействие, активности местных сообществ – идеальная система для поддержки, развития молодежи, диалоговая площадка, мы говорили, это и не только благоустройство, это создание комфортной среды, это поддержка, взаимопомощь, это любовь к родному краю, друг к другу. И всем большое спасибо, коллеги. До новых встреч. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До новых свидания. встреч. Всего доброго. Пока. Так, да?